Добрый день, уважаемые участники. Сегодня проводим общественное обсуждение в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы, проектной документации, технический проект разработки золоторудного месторождения «Врезанное» открытым способом, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду. Общественное обсуждение в форме общественных слушаний проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации об экологической экспертизе номер 174 ФЗ, об охране окружающей среды номер 7 ФЗ, приказом Министерства природы об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду номер 999 от 1 декабря 2020 года, а также в соответствии с распоряжением администрации муниципального района Алекминский район номер 353 от 7 мая 2024 года. Цель слушаний – выявить мнения, замечания, ваши комментарии для того, чтобы они были учтены в проекте и дальнейшей деятельности. Это сегодня в наших слушаниях принимает участие заинтересованная общественность, представители администрации Алекминского района, Тянского национального наследия, представители ООО «Таборная» и проектной организации. Также в слушаниях участвует заместитель министра промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Антон Иванович Андросов, депутат Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия Голомарева Ирина Христофоровна. От общества с ограниченной ответственностью «Таборная» присутствует Бурмистров Александр Владимирович, руководитель управления российских казахстанских проектов ООО «Норголд Менеджмент», Варламов Андрей Анатольевич, руководитель представительства ООО «Норголд Менеджмент» Республики Саха-Якутия. От проектной организации у нас присутствует Ланцов Константин Васильевич, главный инженер проекта, Гусь Александр Николаевич, главный инженер проекта. Спасибо. Уведомляю о том, что о дате, месте, времени проведения общественных слушаний информация у нас была доведена до сведения общественности через средства массовой информации в соответствии с пунктом 7.9.2 приказа Министерства природы Российской Федерации от 1 декабря 2020 года номер 999 об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду. А именно на муниципальном уровне через официальный сайт администрации муниципального района от 8 мая 2024 года, на региональном уровне на официальном сайте Управления Росприроднадзора по Республике Саха-Якутия от 7 мая 2024 года и на официальном сайте Министерства экологии, природопользования и экологии Республики Саха-Якутия от 6 мая 2024 года. На федеральном уровне на официальном сайте Центрального аппарата Росприроднадзора от 7 мая 2024 года, а также на официальном сайте исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду и проектной организации от 8 мая текущего года. Материалы по общественным обсуждениям были размещены для общего доступа в здании Центральной районной библиотеки города Алекминска и в электронном виде на официальном сайте администрации Алекминского района. И в электронном виде на официальном сайте также проектной организации. Так, материалы общественных обсуждений у нас были доступны 16 мая и будут доступны еще для рассмотрения 15 июня. Замечания, предложения принимались и принимаются в письменной форме путем внесения записи в журнал учета замечаний и предложений общественности, который находился в Центральной районной библиотеке. А также можно было направить замечания и предложения в электронном виде на адрес администрации Алекминского района. Каждый желающий мог задать вопрос или прокомментировать документацию. Также это будет возможность до установленного срока, который я говорил, до 16 мая. Повторяю, ко всем материалам был организован беспрепятственный доступ. Так, уважаемые участники совещания, хотел бы довести информацию о регламенте сегодняшних слушаний. У нас сегодня ведется аудио, видеозапись. По результатам этой аудио-видеозаписи у нас будет составлен протокол. Уважаемые участники, существует регламент общественных обсуждений. После того, как мы заслушаем доклад представителей проектной организации, перейдем к вопросам-ответам. На вопрос у нас дается до 2 минут, на ответ до 5 минут. Прошу придерживаться данного регламента, я буду за этим следить. Перед тем, как перейдем к общественным обсуждениям, хочу предоставить слово для выступления заместителю министра промышленности и геологии Республики Саха-Якутия Антону Ивановичу Андросову. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые жители Алекминского района. Вкратце хотел бы вообще в целом рассказать, как у нас в компании осуществляет социальную деятельность на территории республики. Республика наша, как вы все знаете, является лидером страны по природным ресурсам. Уникальная минеральная сырьевая база нашей республики представлена широким спектром полезных ископаемых. На сегодняшний день мы занимаем, безоговорочно, первое место по добыче запасов алмазов в стране, второе место по добыче золота, третье место по добыче олова, угля,
На сегодняшний день выходим в лидирующие позиции по добыче нефти, газа. В целом республика очень сильно развивается, в частности, по добыче полезных ископаемых. Все наши компании на сегодняшний день, крупные промышленные компании, реализуют политику открытости и взаимодействия с регионом, на территории которых они ведут деятельность. На сегодняшний день между правительством республики и компаниями заключено 41 соглашение между крупнейшими компаниями. Также порядка 100 соглашений заключено у нас с муниципальными образованиями. Одно из таких ключевых мероприятий, которое реализуется, это проект «Местные кадры в промышленность» по вовлечению местного населения в промышленные компании. Так, с начала проекта трудоустроено более 60 тысяч человек в промышленных компаниях нашей республики. За период действия соглашений о социально-экономическом развитии между республикой и компаниями перечислено более 47 миллиардов рублей. Это с 2018 года. Реализованы крупные масштабные социальные объекты. Это строительство школ, строительство физкультурных оздоровительных комплексов, больниц, детских садов, плавательный бассейн. Крупнейший такой у нас из последних — это построена Малая академия наук. Также в компании «Газпром» были построены физкультурно-оздоровительный комплекс. В частности, компания «Норголд». В прошлом году глава республики и председатель правительства Кирилл Евгеньевич Бычков подписывал соглашение с компанией «Норголд» и меморандум с головной компанией «Север-группом». Были достигнуты договоренности по началу строительства школы-сада в селе Тяне. На сегодняшний день заключено дополнительное соглашение между правительством республики. Определено целевой фонд будущих поколений, кто будет оператором строительства указанной школы. И в этом году начнется подготовка проектно-сметной документации и уже приступит к строительно-монтажным работам. И компания обязалась построить линию ВОЛС до села Тяне и Бескёв на 180 миллионов рублей. В целом, по соглашению с Норголдом между республикой и компанией достигнута договоренность по финансированию 850 миллионов в ближайшие 5 лет. Если вкратце, то дополнительно компания ежегодно только за 2023 год в бюджет республики, в консолидированный бюджет республики поступило более 7 миллиардов рублей от компании налоговых поступлений. Поэтому, коллеги, уважаемые жители, давайте послушаем наших коллег. Проект своими стороны. Так, я бы сейчас хотел слово Ирине Христофоровне предоставить. Пожалуйста. Спасибо. Приветствую всех участников публичных слушаний на благодатной земле Алекминской. Это историческое событие, возможно, 4-й раз проводите, но каждый раз местное население ждет эти разговоры открытые, равные, с ожиданием лучших изменений в будущее. Вот выступление Антона Ивановича, конечно, говорит о том, что мы переступили на новый этап отношений. Я представляю Государственное собрание Автономной Республики Саха-Якутия, председатель комитета по вопросам коренных малочисленных народов и делам Арктики. 31 мая по обращению граждан, жителей Тяня, Алекминского района, создана рабочая группа народных депутатов, состоящая, из таких членов. Я председатель комиссии, народные депутаты Губарь Виктор Николаевич, Кульбертинов Николай Иванович, Николаев Василий Петрович, Находкин Александр Андрей Михайлович, председатель комитета по недропользованию и экологии, Прокопьев Владимир Михайлович, председатель комитета по местному самоуправлению. Я наделена полномочием участвовать в публичных слушаниях как представитель парламента Республики Саха-Якутия сегодня, 5
июня, и 11-го, да, будет общественное слушание, сход населения в поселке Тяне. Там будет выезд. Да, выездом. Ну, туда я тоже приеду. И, ну, я как представитель коренных малочисленных народов работаю над вопросами более 20 лет. Некоторые не знают. Председателем районного совета депутатов Суглана была. Разрабатывали публичные слушания, соглашения договорные между акционерной компанией «Алроса», между Нижнеленском, между Алмаза Набара. И предприятие сегодня Алмаза Набара и акционерная компания «Алроса» жителями Якутии считаются самыми социально ответственными предприятиями, компаниями, которыми мы можем гордиться. И нам бы хотелось после этих встреч наших, да, публичных слушаний между компанией Нордколд и между населением местным, ну, образовалась такая аура, такие моменты мы, может быть, выработали бы. Почему мы создали рабочую группу народных депутатов с одной целью, чтобы регулировать эти вопросы? Оно вышло за пределы республики, значит, везде обсуждается, все то, что мы сегодня говорим, все слушают внимательно. И очень хотелось бы, чтобы публичные слушания сегодня были, ну, в русле деловых таких предложений, конструктивных. И, знаете, вот приход каждой вот промышленности для каждого района — это событие большое. Это я по нашему Оленевскому району говорю, я оттуда сама. Ни одно, вот компания «Алроса» не работала на нашей территории много лет, но они нам помогали, потому что часть территории 50-е годы была решением партии определено для создания нового района Мирнинского. И всегда акционерная компания «Алроса» всегда была рядом с нами в трудных ситуациях, когда в 90-е годы 2 раза поселок Оленек полностью замерз, прилетели самолетом, вот все за 1 неделю все сделали. Это, еще раз говорю, ответственность за тех людей, на территории которых работает компания. И до сих пор вот эти отношения у нас сохраняются, дружеские и очень доверительные и очень такие добрые, можно сказать, человеческие отношения. Вот к этому мы всегда будем стремиться. И сейчас, значит, таких крупных компаний, вы относитесь, Нордколд относится к крупным компаниям, международным вот этим статусом. Такого еще у нас, ну, «Алроса» тоже международного уровня, но вот нам бы хотелось, чтобы все выслушали. Население должно высказаться. Все высказывания, предложения должны взяться под карандаш, они должны обсуждаться и какие-то решения находить. Но в конце у меня будет выступление. Я вот за вчера пролетели, за это время съездила в 4 населенных пункта, встретилась с населением, некоторыми руководителями учреждений с утра работаю. Время зря не зря, потому что просто так брать и выносить все это на обсуждение вот, рабочей комиссии народных депутатов нельзя. Поэтому все с справками, все. Спасибо большое. Я надеюсь, Спасибо, на Елена очень Степановна. такой конструктивный разговор. Спасибо. Продолжаем наше мероприятие. Слово предоставляется для доклада по проекту. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые участники общественных обсуждений. Благодарю вас, что вы нашли время и пришли на эти слушания. Меня зовут Гусь Александр, я являюсь главным инженером проекта ООО «СГП». Мы ответственны за то, чтобы разработка месторождения отвечала экологическим и техническим нормам, чтобы добыча велась с минимальным воздействием на население, растительный и животный мир, на природу в целом. На данный момент нами проведена предварительная оценка воздействия на окружающую среду планируемой деятельности.
Я надеюсь, что сегодня мы получим от вас вопросы, комментарии, предложения, которые мы учтем и проработаем. По результатам общественных обсуждений будут подготовлены окончательные материалы оценки воздействия на окружающую среду, и только после этого проектная документация будет направлена на обязательную государственную экологическую экспертизу. В настоящей документации рассмотрены следующие вопросы. Это оценка воздействия на атмосферный воздух, оценка акустического воздействия, оценка воздействия на подземные поверхностные воды, оценка воздействия на окружающую природную среду при обращении с отходами производства и потребления, оценка воздействия на растительный и животный мир, оценка воздействия на территорию и условия землепользования. Месторождение рудного золота Врезанное находится на территории Алекминского района на юго-западе Республики Саха-Якутия в пределах восточной части Алекман-Чарского Нагорья. В районе месторождения отсутствуют населенные пункты с постоянным населением. Оно расположено в районе земель действующей промплощадки. Ближайшими населенными пунктами по отношению к рассматриваемому участку является поселок городского типа Хани в 82 километрах в южном направлении, село Чара Забайкальского края в 121 километре к юго-западу, поселок Тяня в 150 километрах к северу от проектируемого объекта и город Алекминск на расстоянии около 300 километров также к северу от нашего объекта. Право пользования участком недр, согласно лицензии ЮКУ 023-427-БЭ, принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Таборное». Участок недр имеет статус горного отвода, срок окончания действия лицензии 2035 год. Целевое назначение для разведки и добычи полезных ископаемых, в том числе использования отходов добычи полезных ископаемых и связанных с ней перерабатывающих производств. Максимальная проектная мощность карьера при отработке составляет 2 600 000 тонн руды в год. Срок службы карьера определяется, исходя из объема промышленных запасов воды в технических границах и принятой проектной мощности, и составляет 4 года. Для отработки планируется применение углублочной продольной добротовой системы разработки с внешним отвалообразованием. Отработку планируется осуществлять при помощи гидравлических экскаваторов. Для ведения отвальных работ предполагается использование гусеничных бульдозеров. Для заправки горно-транспортного оборудования на рабочем месте по настоящей документации предусматривается использовать топливозаправщики. Для эвакуации неисправных карьерных самосвалов в ремонтную зону предусматривается применение тягачей-буксировщиков. Режим работы на основных производственных процессах 365 дней в году вахтовым методом в 2 смены. Взрывные работы предусмотрено проводить в светлое время суток. Непосредственно в районе проектируемых работ добыча рудного золота осуществляется с 2002 года. На сегодняшний день компании, которые осуществляют добычу, это ООО «Таборное» и ООО «Нервный Металлик», входящие в компанию «Нордголд». Добыча осуществляется на месторождениях «Таборное», «Темное» и «Гросс». Работа предприятия организована вахтовым методом. Персонал добирается по железной дороге через станцию Искабья и авиатранспортом через аэропорт Чара. Доставка грузов до места работ производится по железной дороге, где находится перевалочная база станции Искабья. Далее транспортировка осуществляется по круглогодичной дороге Искабья-Хани-Таборный. На базе Таборной имеется также вертолетная площадка. На проектируемой площади были произведены все необходимые изыскательские работы, включающие в себя инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические и экологические изыскания. По результатам проведенных натурных наблюдений установлено, что на изыскиваемом участке отсутствуют редкие охраняемые виды растений и животных, также отсутствует особо охраняемые природные территории. Ближайшими существующими особо охраняемыми природными территориями является ресурсный резерват Червода, расстояние около 12,5 километров, и государственный природный заказник Имангра, расстояние около 85 километров. В настоящей проектной документации в границе земельного отвода предусматривается размещение следующих объектов. Это карьерные выемки номер 1, номер 2, внешний отвал, склад смеси генетических горизонтов, очистные сооружения карьерных и поверхностных сточных вод, автомобильные дороги номер 1, 2 и 3 и сети водосбора и водоотведения. Для реализации проектных решений предусматривается задействовать около 1,5 квадратных километров земель. На территориях, предназначенных для размещения объектов, будут проведены подготовительные работы, расчистка территории от растительности. Порядок отработки запасов месторождения определен, исходя из таких факторов, как наличие площадей под внешние отвалы, залегание рудных тел, обеспечение минимальной дальности транспортирования и обеспечение формирования требуемого фронта горных работ. И состоит из 3 периодов. Это горностроительный период, который происходит строительство очистных сооружений, карьерной выемки автомобильных дорог.
Следующий период – это период освоения проектной мощности. И в последний период – это доработка запасов и затухание горных работ. Скрышные породы предусматривается размещать во внешнем отвале, в располагаемом к западу от проектируемой карьерной выемки. Размещению во внешний отвал подлежат четвертичные отложения, коренные породы, грунты четвертичных отложений коренных пород, образовавшиеся при проведении землеройных работ. Скрышные горные работы, извлекаемые из карьерной выемки, классифицируются как скрышные породы в смеси практически не опасные и относятся к самому низкому, 5 классу опасности для окружающей среды. Добытая руда транспортируется на действующую площадку кучного выщелачивания. Участок месторождения находится в водоразделе между ручьями Врезанный и Левый Богодикта. Ручей Врезанный протекает в северо-западном направлении с западной стороны месторождения. Ручей Левый Богодикта в северном направлении с восточной стороны месторождения. Подземные поверхностные источные воды будут собраны в карьерных водосборниках и далее при помощи насосных установок перекачаны на проектируемые очистные сооружения. Проектируемые очистные сооружения представляют из собой одну технологическую линию, в состав которой входят следующие элементы. Это отстойник, сорбирующий боны, пруд осветленной воды, фильтрующий массив, пруд очищенной воды, ограждающие разделительные дамбы и сбросной трубопровод. Производительность очистных сооружений около 268 кубических метров в час. Компанией Сибгеопроект был выполнен проект санитарно-защитной зоны к рассматриваемой проектной документации, границы которой вы видите на слайде. По результатам проведенных расчетов проектом предлагается принять указанную санитарно-защитную зону, являющуюся по своему функциональному значению защитным барьером. Размер санитарно-защитной зоны от границ проектируемого объекта от 2 км до 3,5 км. В санитарно-защитную зону жилая застройка не попадает. В границе указанной санитарно-защитной зоны отсутствуют земельные участки, запрещенные к размещению согласно постановлению правительства. Полученная санитарно-защитная зона по физическому и химическому воздействию определена расчетным путем, достаточно для данного объекта. На указанный проект санзоны было получено экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы, а также санитарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха, Якутия. После отработки месторождения предусматривается рекультивация земель. Это комплекс работ, направленный на восстановление продуктивности и ценности нарушенных земель. В соответствии с ГОСТ рекультивация будет осуществляться в 2 последовательных этапа – технический и биологический. Технический этап рекультивации является подготовительным звеном к биологической рекультивации и предусматривает засыпку провалов и трещин, планировку рекультивируемых поверхностей, нанесение рекультивационного слоя. Целью биологической рекультивации является создание на рекультивируемых землях растительного покрова и возвращение земель в безопасное для окружающей природной среды состояние. Рекультивации подлежат карьерные выемки, внешний отвал, очистные сооружения, автомобильные дороги, сети водосбора и водоотведения, а также ранее нарушенные площади. Рекультивацию земель предусмотрено производить по 2 направлениям – лесохозяйственным и природоохранным. Для улучшения лесорастительных условий, усиления средообразующих функций в начальный период возобновления леса производится известкование и внесение минеральных удобрений в средних дозах. Предусмотренные мероприятия обеспечат предупреждение развития эрозионных процессов, исключают распространение негативного воздействия на прилегающую территорию. В качестве рекультивационного слоя предусматривается применение смеси генетических горизонтов. Сроки проведения технического этапа рекультивации – это 1 и 2 годы после завершения отработки. Сроки проведения биологического этапа с 3 по 5 годы после завершения отработки. На этом мой доклад окончен. У вас все, да? Да. Спасибо. Так, уважаемые участники публичных слушаний, перед тем, как перейдем к вопросам, я хотел бы, чтобы вы, перед тем, как свой вопрос будете задавать, представлялись, потому что ведется протокол, и это было бы нам очень удобно. Поэтому переходим к вопросам-ответам, пожалуйста. Спасибо. Вопрос. Меня зовут Дмитрий Васильевич Габышев, житель села Троицка. Вот у меня по рекультивации именно вопрос возник. Позже, вот когда в процессе рекультивации нарушенных земель вы высаживать лес, то есть саженцы, каких пород именно будете? Можете ответить? Добрый день. Спасибо за вопрос. Хотел бы еще раз поблагодарить жителей
которые пришли на общественное слушание, потому что важный вопрос от лица проектной компании. При рекультивации нарушенных земель предполагается восстановление теми же видами растений, которые были ранее нарушены. То есть мы в своей проектной документации провели инженерные изыскания, то есть наши специалисты также были на месторождении, там жили в поселке, то есть всесторонне изучили участок, поэтому все, что было нарушено, будет возвращено в надлежащий вид. По времени, то, что вопрос, мы говорим, что мы предполагаем отработку участка врезанный 4 годами, да, потому что не так много запасов, а рекультивация будет проводиться после завершения 2 года технический этап и 3 года биологический. Спасибо. Спасибо за вопрос. Добрый день, Копылов Андрей Юрьевич. У меня вопрос конкретно по проекту. Вот у нас там 2 ручья, вот левый Богата и ручей Врезанный, да? Особенно к ручью Врезанный очень близко, практически заходит в русло ручья Врезанный у нас очистные сооружения. Как мы будем отделять? Спасибо за вопрос, хороший вопрос. Мы запроектировали очистные сооружения в соответствии с нормативными документами, да, и они не будут заходить на ручьи. Это видно на ситуационном плане. То есть, условно говоря, мы понимаем, да, и еще раз говорю, что наши коллеги выехали на местность, изучили всесторонне ручей врезанный, нанесли его на карту, запроектировали очистные сооружения в соответствии с нормами. В водоохранную зону он не попадает. Хорошо, я спрошу по-другому тогда. Разница высот у нас расположения ручья и очистных сооружений какова? Очистные сооружения будут выше находиться у ручья. Вот меня вот это и интересует, вот это заграждение. Мы чистим воду. Я понимаю, я был не раз на руднике, я знаю, что такое ваши очистные сооружения, как они работают и так далее. Но лично меня беспокоит то, что у нас прямо в ручье очистные сооружения. Вот сами посмотрите по карте. Я бы хотел, чтобы проектом было рассмотрено, предусмотрено все-таки вот эта опасная зона. И вот точка сброса так называемая, видите, да, вот на ситуационном плане. Вот как раз она же прекрасно показывает, и тем более, если перепад высот у нас выше, нежели само русло ручья, то ничего объяснять же не надо, все понятно. Хотелось бы, чтобы обратили на это особое внимание. Андрей Юрьевич, да, спасибо Хорошо, большое. обратим Действительно, внимание. да, вопрос такой. А давайте мы сделаем так. Вот этот вопрос включим обязательно в протокол, и мы на него дадим письменный ответ. Нам помогут наши коллеги из проектной организации. Каким образом будет технически решено, какие, собственно, скажем так, меры будут приняты для того, чтобы исключить все ситуации вплоть до аварийной. Мы все прекрасно понимаем, что природа показала наглядно те села, которые не затоплялись там 100 лет, в этом году попали под воду. Поэтому все может быть. Я попрошу коллег из проектной организации более подробно остановиться на размещении очистных сооружений, показать, какими решениями будет исключена возможность попадания в ручей тех вод, которые находятся в очистных сооружениях, в том числе с учетом возможной аварийной ситуации. И еще, чтобы закончить, это же здесь экологический мониторинг будут проводить же, те же самые люди, да, Анастасия Андреевна. Хотелось бы, чтобы сначала работ сразу и проводился и сразу и мониторинг. Да, это хороший вопрос. Мы в своей документации заложили именно те решения, чтобы сразу проводился мониторинг. Пожалуйста, следующий. Любовь Викторовна Христофорова. Можно, да?
Здравствуйте. Задавайте свой вопрос, да, слышно вас. Да, Любовь Викторовна Христофорова, Ассоциация ветков Республики Саха-Якутия. Ну, я, во-первых, хочу поблагодарить компанию за то, что они вот регулярно проводят свои слушания в части экологической экспертизы. В прошлый раз мы тоже принимали участие. В принципе, вот, ну, как бы мы не такие специалисты, чтобы вот спасибо Копылову, который задает такие вопросы, да, но я хочу сказать другое. Вот, ну, сейчас вы все знаете, что мы живем в такой ситуации, когда жители Тяни противопоставлены этой компании с помощью средств массовой информации, на которые даже не рассчитывали жители Тяни, написав обращение в адрес руководства страны, республики. Но так получилось, потому что пошла как бы перепалка в средствах массовой информации, и все это у нас завертелось, и сегодня очень пристальное внимание к этому вопросу со всех людей, скажем, да, которые более-менее активны в таком информационном пространстве. Я хочу сказать здесь такое. Такие слушания нам бы надо проводить в самой Тяне. Там живет население не такое большое, но оно очень заинтересовано в сохранении своего села, своей исконной среды обитания, традиционных видов хозяйственной деятельности. Они, конечно, простые люди, которые стали жить в селении, уехали в города, но владеют полной информацией о деятельности компании, о том, какие у них доходы, расходы и так далее, и как у них ведется деятельность на территории их наследия. Вот если была бы большая открытость, да, большее вот проявление внимания просто чисто такого, что приехали, посмотрели, переговорили, отчитались, обсудили вот эти все последствия вот этой проектной деятельности, результаты экологической экспертизы. Может быть, не было бы таких реакций на вообще деятельность компании. Сейчас вот им приехать сюда на обсуждение в Алекминск сам, да, внутри района, даже не говоря об Якутске, это большие расходы. Вы знаете, что только на моторной лодке они могут переправиться. Это не такое близкое расстояние. Лодка возьмет 4 человека, там расходы у них будут больше 20 тысяч на эту лодку. В общем, хотелось бы, чтобы не возникало никаких конфликтных ситуаций, большей открытости компаний в части доступности населению Тяни. Так? Любовь Викторовна, понимая ваше пожелание, конкретно будет вопрос еще какой-то, да? Я к этим перешла, да. У меня вопрос, вот я как раз хотела в части рекультивационных работ задать, но, как я понимаю, на сегодня у нас полностью нельзя сказать, какие виды работ, когда будут проведены, потому что просто оговаривается 2-3 года, или в проекте это все полностью описано, какие виды работ в первые 2 года будут проводиться, точно где что будет посажено и так далее. Вот это в проекте описано или нет? Спасибо за вопрос. Да, конечно, у нас есть том 12.3 в проектной документации, проект рекультивации нарушенных земель. И там все подробно описано, какими растениями в какой год будет проводиться рекультивация. То есть на них предусмотрены расходы? Да, конечно. Все расходы предусмотрены на рекультивацию, то есть все затраты на строительство очистных сооружений, на строительство карьерной выемки и в дальнейшем при выполнении рекультивации технической, биологической, все эти затраты учтены. Хорошо, спасибо. На прошлом заседании на мой вопрос о рекультивационных работах было сказано, что они будут начинаться только после окончания деятельности, и расчеты все будут проводиться тогда. Поэтому я так поняла. Спасибо. Спасибо, Любовь Викторовна. Пожалуйста, кто в зале? Вопрос? Здравствуйте, уважаемые участники публичных слушаний. Минэкология тоже рассмотрела данный проект ОВОС. У нас есть ряд замечаний, предложений. Вот, например, в разделе 1.4 в альтернативных вариантах предусмотрен подземный способ отработки. При этом выбран вариант открытого способа, мотивируя тем, что ООО «Рудник Таборный» является действующим предприятием со сложившейся инфраструктурой, наличие техники, что позволяет отрабатывать запасы открытым способом, что замена парка оборудования, реконструкция инфраструктуры для ведения подземных горных работ повлечет большие капиталовложения.
что не является основанием для выбора. Согласно требованиям ОБОС, утвержденным приказом Минприроды Российской Федерации за номером 999 по пункту 7.2.7.4, описание и оценка воздействия на окружающую среду должны проводиться по рассмотренным альтернативным вариантам, что не сделано в рассматриваемом томе ОВОС, и, соответственно, не обоснован выбор варианта реализации, исходя из рассмотренных альтернатив, также результатов проведенных исследований. То есть необходимо привести проект в соответствии с вышеуказанными требованиями об ОВОС. Тем более есть возможность отработки запасов более экологичным подземным способом, так как проектируется отработка до максимальной глубины 100-125 метров от поверхности. Это первое. Второе, в пункте 3.3 не приведены сведения по уровню жизни, укладу традиционной хозяйственной деятельности Тянского национального наследия, использование земель, земельных участков общинами. Также необходимо прописать о защитных лесах вдоль речек тоже, про лесные ресурсы. Это в разделе 3.5.7 тоже необходимо добавить. Также необходимо в пунктах 4.3.9, 4.6.6 тут коэффициент по плате за негативное воздействие установлен 1.26. Необходимо применить 1.32 в связи с принятием постановления правительства за номером 492. Также не указана площадь в разделе 4.5.1, площадь нарушаемых земель, не рассчитан объем вырубаемых древесных, недревесных лесных ресурсов. Площадь нарушаемого растительного покрова не указана. Необходимо рассчитать объемы воздействий на лесные ресурсы. В разделе 4.5.2 не рассчитан ущерб животному миру в связи с изъятием их среды обитания. Необходимо рассчитать ущерб по действующей методике, альтернативным вариантам. Тут мы конкретно эти, как говорится, замечания сделали. Ну а так в целом при разработке окончательного варианта ОВОС необходимо учесть внесенные замечания и предложения. Данные эти все мы вам отправим. Просим. А так в целом, как говорится, с нашей стороны мониторинг ведется. На сегодня можно сказать, что экологическая безопасность у нас под контролем. Пробы воды отбираются. Высоких и экстремально высоких превышений не зафиксировано. Тем более в прошлом году мы выезжали к вам в Рудник, тоже ознакомительная была экскурсия. В целом я посмотрел тоже, также отбирал пробу воды с озера Усу, тоже в целом никаких превышений не показал. Поэтому в целом, конечно, понятно, что экономика страны должна развиваться, но в то же время необходимо действовать в рамках действующего природоохранного законодательства. С нашей стороны, как говорится, с вашей стороны, Поэтому в целом у меня все. Спасибо. Благодарю, Виктор Павлович. Спасибо. Да, спасибо за вопросы. Мы их отработаем, документацию доработаем и ответим на ваши вопросы. Спасибо. Да, можно вопрос, да? Вопрос как проверить то, что это такие предложения очень важные. Они же почти полностью изменят ваши проекты. То, что сказано Минохрана, Министерством охраны, Минэкологии. Как проверим? Выезжать надо после того, как... Или вы в проекте все это поменяете, и они должны будут потом это сказать, наши предложения учтены. Как нам проверить? Да, вы сейчас сказали, учтем. А после это какое время это потребует?
Спасибо за вопрос, Леонид Христофоровна. У нас как раз встреча по поводу, то есть общественное обсуждение предполагает получение замечаний, предложений, комментариев, которые обязательно входят в протокол. Далее документация дорабатывается по этим замечаниям, и только потом она идет на государственную экспертизу, на которой как раз и проверяется ход общественных обсуждений, как это все было, какие вопросы были заданы, и там, насколько все соответствует. И как учли в документации, в итоговой, да, которая пойдет на экологическую экспертизу, как учли те или иные вопросы. Можно я здесь добавлю немножко? У нас все проекты освоения месторождений проходят обязательно комиссию. Тут коллеги этот проект после общественных обсуждений, после доработки проекта вынесут его в установленном порядке в Роснедра, где у нас есть представители с Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации и другие отраслевые органы. Соответственно, только после этого получения согласования, только после этого они смогут приступать к тем или иным работам. Спасибо. Так, у нас был вопрос по ВКС. Пожалуйста, можете задать. Представьтесь, пожалуйста. Да, здравствуйте. Можно, да, вопрос? Пожалуйста. Так, Матвеев Андрей Иннокентьевич, Горный институт в городе Якутск, главный научный сотрудник. У меня вопросов так много, да, я вот, к сожалению, в смысле не ознакомился с этим проектом, да, ну, такие вопросы, которые сходу там появляются. Вот, значит, ну, первое, это вот границы, да, участка врезанные по лицензии, да, и горный отвод пока не определенный, или вот что-то у нас противоречий по территориальному расположению объектов, там, строительства и объекта переработки, там никаких противоречий нету? Это первый вопрос. Будете отвечать или я сразу все вопросы? Можно ответить сразу, чтобы... Пожалуйста. Да, спасибо за вопрос, хороший вопрос. Настоящая проектная документация является границей лицензии предварительным горным отводом. После того, как мы выполним документацию, то, что сказал Антон Иванович, мы ее сдадим на экспертизу. Нас будут проверять очень жестко. Экологическая экспертиза, Росприроднадзор. И в дальнейшем, после того, как нас проверят, мы будем делать горный отвод и утверждать его в Росприроднадзоре в установленном порядке. Так, ну тогда следующий вопрос. Вот размещение промышленных объектов, там, ну, фабрики там, и так далее, да, это где вы же, наверное, уже предусматриваете, да, это где определено или нет еще? Спасибо за вопрос. В настоящем проекте мы не предусматриваем строительство новой фабрики. Вся руда идет на существующее месторождение Таборное, расположенное в 6 километрах от участка. Новых промышленных площадок мы не строим на данном предприятии. Так, а тогда как получается, это вы же кучей, да, и озолоченные вот это, речь идет о транспортировке растворов? Нет, мы будем транспортировать руду на существующие склады. Руду на существующие склады. Тогда куча будет в другом месте, да, получается, да? Да, на существующей фабрике, да, где она и ранее отрабатывалась, то есть в новом месте, где сейчас будет предполагается отработка участка врезанной, никакие концентраты вестись на это место не будут. Ага. И вот этот внешний отвал, вот это все только отвалы, это вот вскрышных работ и так далее, правильно же, да? Да, конечно, это отвал только вскрышных пород, то есть, условно говоря, мы добыли руду, отвезли на существующую фабрику, а вскрышные породы, которые не используются, они располагаются во внешнем отвале. В дальнейшем предполагается к рекультивации. Так, ну тогда вот очистные сооружения, да, карьерных, поверхностных, сточных, вот что она будет себя представлять-то, тоже пока еще. Очистные сооружения карьерных, да. Это вопрос поверхности, сточных вод, да. Да, очистные сооружения будут представлять из себя одну технологическую линию. Производительность очистных сооружений будет около 238 кубических метров в час и будут представлять из себя отстойник, сорбирующие боны, пруд осветленной воды, фильтрующий массив с экраном из сорбентов, пруд очищенной воды,
дамбы, ограждающие оголовок выпуска и сбросной трубопровод. Мгм. Ясно. Ну, еще последний вот вопрос. Предварительное экологические исследования вот территории, да, вот горного отвода, да, ну, и лицензионный участок, она проводилась и какими силами? Да, конечно, были произведены в 2023 году инженерные изыскания, весь комплекс. Это инженерно-экологические, геологические, геодезические и гидрометеорологические изыскания. То есть на основании этого комплекса изысканий и как раз выполнена наша проектная документация, материал ОВОС. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, еще вопросы в зале есть? Вопрос можно? Тут вот на схеме у вас указано мероприятие. Прошу представиться для протокола. Самарин Валерий Степанович, городской совет, депутат. Указано, что перенос русла ручья. Можете прокомментировать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, конечно, этот вопрос как раз пересекается с Андреем Юрьевичем. Мы в проектной документации, чтобы своими объектами не заходить на водные объекты, предусмотрели перенос русла ручья в Рязань, чтобы ни одна капля грязной воды не попала в водный объект. Мы это предусмотрели в проектной документации согласно законодательству. Спасибо. Вам спасибо. Можно мне, пожалуйста, я вот начала с жителей Тяни и немножко ушла в сторону. Да, Любовь Викторовна, пожалуйста. У меня, знаете, какой был вопрос? Самое главное, вот в письме было сказано о желтой пыли, которая оседает везде вокруг. Это вне территории участка проектируемого, ну, вот, на котором само производство находится. Вот что об этом Александр Николаевич скажет? Какие работы по минимизации дополнительно сделаны, чтобы вот эта пыль меньше, мы понимаем, что она в любом случае будет оседать, чтобы она меньше оседала и меньше наносила вреда окружающей среде. Спасибо за вопрос, Любовь Викторовна. Отвечу. Проектом предусматривается повторное использование очищенных вод, которые будем мы брать с очистных сооружений. Планируется обеспыливание дорог, гидрообеспыливание поверхности отвала, обеспыливание в период взрывных работ. Вот такие мероприятия. А можно тоже... Во время взрывных работ как это будет? Как представляется обеспыливание? Во время взрывных работ мы предполагаем взрывание с гидроизоляцией. То есть, условно говоря, сразу в скважины будет накачана вода, и поэтому мы с максимально исключением большого количества пыли будем производить взрывные работы. То есть мы предложили наиболее лучшие технологии для данного участка. Ясно, спасибо. Вам спасибо. Ну, а вы вот 12-го, Александр Николаевич, будете, да, на встрече с населением? Александр Владимирович, пожалуйста. Любовь Викторовна, здравствуйте. Я прошу прощения, в прошлый раз не представился. Бурмистров Александр, компания «Нордголд». Вы знаете, мы в Тяню планируем, ну, не мы, вот коллега Андрей Анатольевич поедет, проектанты не поедут туда, потому что там будет речь идти не только о Врезанном, но вообще, в принципе, обо всем комплексе наших участков, наших месторождений. Поэтому там должны прилететь с рудника исполнительный директор Рамазан Иралиевич, должна приехать наш сотрудник, потому что высказываются вот пожелания по поводу трудоустройства. Вот. И, наверное, они ответят на все вопросы, то есть не только по Врезанному, но по всем остальным нашим отрабатываемым месторождениям. Вот. И сегодня мы просто обсуждаем только одно из, самое маленькое, скажем так, наше месторождение, которое находится в контурах нашего участка. Ну да, но ответы профессионала, вот чисто для них это было бы более-менее. Ну хорошо, спасибо. А я вас уверяю, у нас наш Рамазан Иралиевич, который эксплуатирует все эти рудники, он знает от и до. У него работа такая, знаете. Ну, ясно. Он ответит на все вопросы, да. Уважаемые участники, прошу, задавайте еще вопросы.
Здравствуйте, можно мне задать вопрос? Да, пожалуйста, по ВКС. Ага. Шадрин Вячеслав Иванович, Ассоциация коренных малочисленных народов Севера. У меня тоже будет несколько таких вопросов. Первое. Согласно федерального закона о территориях традиционного природопользования, до начала любой хозяйственной деятельности должно быть проведено согласование. То есть вот прежде чем начинать это все, получено ли согласование с органом управления ТТП вот, по данному проекту? Второй вопрос. Это связано вот с письмом, которое было опубликовано везде, вот в СМИ и так далее. Там говорится вот о расширениях, о том, что новые территории и так далее. В этой связи я вот попытался найти, вот где-то вы можете показать какую-то карту или вот для жителей Тяни это приготовить, хотя вы сказали, что в 6 километрах, вот, но чтобы видно было вот расположение данного проекта и его удаленность относительно других ныне уже действующих проектов компании, для того, чтобы сказать, что это недалеко, что это в принципе вот в той же самой зоне. Люди, понимаете, потому что задаются вопросы, насколько это далеко и так далее. И в этой связи сразу другой будет вопрос. Соответственно, как будет проходить дорога и так далее к нему, потому что же будут вывозиться. Я так уже по предыдущим ответам было понятно, что руда отсюда будет вывозиться, и все это будет на ныне действующих участках происходить. То есть, соответственно, опять, значит, это получается будет дорожные работы, значит, дороги, как они будут проходить, насколько они будут касаться речной сети и так далее, то есть, ну, ручьев, по крайней мере. То есть, вот поэтому. И вот в этой связи другой вопрос. Дело в том, что до этого шли все разговоры о Таборном, о Гроссе, Гросс-2, там расширении существующих рудников и так далее. И вот почему вдруг такой взрыв, ну, недовольства, может быть, или негодования жителей, то, что вдруг опять появляется еще очередной проект и так далее. Может быть, в связи с этим вам подготовиться к 12 числу, и вот, может быть, вы мне сейчас скажете, какие вообще есть, у вас, наверное, есть какой-то перспективный план развития дальше, вот какие-то, может быть, еще участки у вас предполагаются, на что вы лицензии собираетесь получать или уже получили, потому что получается, что вы жителям все сразу не говорите, а вот так вот их с года в год огорашиваете как бы новым, другим проектом, еще проектом, потом опять, и у людей создается впечатление, что это вот все бесконечное такое развитие идет, и что они будут терять территорию за территорией. Может быть, было бы хорошо бы как-то сразу представить какой-то перспективный план развития и заранее бы согласовать это, и чтобы жители прекрасно понимали, они вот оказывались вдруг в ситуации того, что им вдруг по башке вдруг сообщают, что новое что-то еще и еще и еще. Вот у меня 4 вопроса таких. Вячеслав Иванович, спасибо. Пожалуйста. Вячеслав Иванович, спасибо за вопросы. По первому вопросу, касаемо территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов, в нашей проектной, не в проектной документации, в материалах оценки воздействия на окружающую среду как раз есть отдельный раздел, посвященный этому. Как раз там приведены сведения на основании официальных запросов, которые были направлены в органы, это Федеральное агентство по делам национальностей по поводу в администрацию Алекминского района. Данные были получены, они у нас указаны, также в приложениях есть эти письма, эта информация, она указана у нас. По поводу влияния на Тянский наслег, в настоящее время рудник Таборный занимается вопросом по выполнению исследования влияния, изменения исконной среды обитания малочисленных народов и социально-культурной стадии на развитие этноса Тянского национального наследия. По результатам выполнения этого документа он будет направлен на этнологическую экспертизу. Это касаемо первого вопроса. По второму вопросу у нас есть есть ситуационный план, который был указан в презентации как раз с расстоянием именно от нашего сегодня рассматриваемого проектируемого объекта с указанием расстоянием до населенного пункта Тяня 150 километров, до Алекминска 300 километров. Также у нас здесь физически распечатанные материалы, в которых как раз указаны границы
не только рассматриваемого сегодня объекта месторождения Врезан, но также близлежащих месторождений и близлежащих объектов Нордголд. Если нужно, мы дополнительно этот ситуационный план вам направим. Касаемо третьего вопроса, как будет проходить дорога? Дорога будет проходить, она не будет затрагивать ручьи по отдельному проекту, будем возить. Мы в данной документации ее не рассматриваем, но на ситуационном плане она, то, что Александр говорит, показано. Добрый день, уважаемые коллеги, жители Алёкминского района. Меня зовут Варланов Андрей Анатольевич, я представитель Нордголд в Республике Саха-Якутия. Как уже было сказано, что мы 12 июня проведем встречу в селе Тяня, и как раз вот эту схему мы им покажем. Если сейчас возможно, мы можем показать здесь. Инна Ивановна, невозможно, да? Хорошо. Четвертый вопрос. И по перспективному плану тоже 12 июня мы все покажем. Когда это все будет вставлено. Вот, ну я, чтобы у вас 12 числа не было, может быть, вы были готовы и так далее, да, все-таки по первому ответу, это, в принципе, не ответ, это то, что вы просто говорите о том, что в АВОСе вы что-то там согласовали, или о том, что вы запросы сделали. Ну, вы же получили ответ, что это территория ТТП. Но согласно законодательству российского законодательства, даже не республиканского, а российского законодательства, должно быть согласование с органами управления ТТП. То есть это конкретно с Тянским ТТП, с органом управления должно быть проведено согласование. Вот о чем я задал вопрос. И я думаю, что этот вопрос, скорее всего, вам и в Тяне зададут. Вообще, было ли уведомление какое-то и согласование с ними, как с органом управления ТТП, о том, чтобы данные участки, так сказать, по освоению данных участков. Вот. И вот действительно по карте, по второму вопросу, действительно хотелось бы эту карту увидеть. Ну, то есть 6 километров на самом деле это недалеко. И мы могли бы спокойно успокоить население, сказать, что это не огромный новый большой проект, который еще что-то будет затрагивать, а это что-то в пределах, ну, рядом с тем же самым промышленными объектами, которые уже до этого рассматривались. Вы понимаете? А вы сейчас даже вот, я понимаю, что вот вы до этого показывали ситуационный план, где там до Тяни столько-то километров, там до Хани, до Алёкминска, а тут именно с Таборным, чтобы вы показали, что это находится с Таборным рядом, что это вот вся инфраструктура и все связано с ним будет. Чтобы люди понимали, что это не куда-то опять новое какое-то наступление идет, а в рамках вот, в принципе, расширения производства вот этих вот, так сказать, месторождений, ну, рудников, понимаете? Вот 3 схемы, которые, или 2 схемы вы показали, пока я там тоже не увидел вот этого вот. И мне кажется, вот очень все-таки вот в избежание негатива и так далее, я уже Александру Васильевичу Владимировичу вот, Бурмисову предлагал, что может быть стоит все-таки компании заключить соглашение с ИБПК, с Институтом биологических проблем криолитозоны, на проведение именно мониторинговых исследований по экологической ситуации, чтобы они знали, что это не какая-то вот группа аффилированных там, учреждений и так далее с компанией, а независимые вот из Якутска непосредственно биологи, экологи работают и отслеживают за экологическим состоянием, понимаете? Не только там власти вот в лице там органов там, Министерства экологии или их подразделения, а вот что есть научное учреждение якутское, которое как бы осуществляет данные мониторинги. И тогда, может быть, это тоже был каким-то аргументом для успокоения населения, что все будет проходить с соблюдением экологических норм, стандартов, и что это будет под контролем не только там, скажем, органов непосредственно самих экологических служб компании, но и будет находиться под наблюдением, соответственно,
экологических органов, ну там понятно, что и государственных, но и, соответственно, вот научных учреждений из города Якутска, которые являются независимыми, понимаете? Вот с этой точки зрения хотелось бы вот просто пожелание. Вячеслав Иванович, добрый день еще раз. Да, действительно, мы с вами проговаривали. Давайте тогда сделаем так. Если вы считаете, если жители Алекминского района, если жители села Тяня доверяют этой организации, которую вы предлагаете, я попрошу тогда включить в протокол, чтобы нам рассмотреть этот вопрос о привлечении для экологического мониторинга. Как правильно организация называется, вы тогда передайте в администрацию района для включения, а мы обязательно рассмотрим, потому что нам действительно нужен кто-то независимый, кому доверяют жители, чтобы он отчитывался и мониторил. То есть мы с этим пунктом согласны, мы даже с вами действительно этот вопрос проговаривали. Вот. А что касается вот этой схемы, действительно, она у нас только в физическом виде, она у нас распечатана на листах формата А3, и, к сожалению, мы вам вот сейчас ее показать в камеру, наверное, не сможем, но вот участники, которые здесь присутствуют на слушаниях, она у них под рукой. И там, в принципе, все видно, и в том числе, отвечая на ваш самый первый вопрос, поскольку это территория участка, вот это месторождение врезанное, она не выходит за границы уже с нами согласованных территорий, не выходит за границы арендованных нами земель, то поэтому для нее отдельно согласование и не требуется. Эта деятельность ведется в границах общего нашего, скажем так, участка. И в том числе вот нам Северпроект подготовил оценку воздействия на этнологическую среду и расчет ущерба, в том числе и на месторождение врезанное. Оно есть в этих материалах, которые мы направили в Министерство по делам Арктики и народов Севера. Ну вот это вот, наверное, самый главный вопрос. А то ведь люди-то понимают, что это новый участок и новые эти, соответственно, новые... Да, вот Вячеслав Иванович, вы правильно ставите вопрос. Мы вот специально подготовили сюда и подготовили именно в физическом виде, чтобы вот Андрей Анатольевич, когда поедет в Тяню, чтобы он прямо вот жителям показал вот, ну, не на мониторе, не с помощью проектора, а прямо вот на листе, чтобы прямо, причем мы сделали масштабную карту. Вот здесь все могут ее посмотреть. К сожалению, для вас, вот, для тех, кто по ВКС подключился, мы, к сожалению, не сделали. Вот в следующий раз учтем, обязательно будем делать. Вот. И еще я хотел бы сразу ответить на вопрос по поводу проведения слушаний в Тяне и так далее. Мы сейчас же ведем работу, чтобы сделать доступную среду для жителей Тяни. Уже сейчас есть интернет. Он, правда, пока еще спутниковый, он, правда, не по всей территории села, он только там в общественных местах, но, наверное, вот Алексей Максимович подтвердит, что интернет работает. И, как нас уверяют те, кто занимается строительством, до конца года уже будет проведена широкополосная линия интернета, и тогда мы сможем уже с тянцами обмениваться любыми объемами информации, все, что они могут запрашивать. К сожалению, труднодоступность, она вот труднодоступная. Вот в прошлом году, в апреле, я 12 с лишним часов на УАЗике ехал ночью по Зимнику, меня это впечатлило. Это достаточно тяжело. Я представляю, теперь я представляю, что такое труднодоступные места. Вот, поэтому давайте мы вот по поводу рассмотрения, проведения слушаний в Тяне, мы будем каждый раз тогда, наверное, договариваться. Не будем, вот сейчас не беру на себя такую ответственность, что заявлять, что каждое следующее слушание будет в Тяне проводиться, но, по крайней мере, мы будем рассматривать эту возможность. Будем, если хотите, согласовывать, в том числе с ассоциацией, этот вопрос. У меня вопрос. Хорошо? Елена Кристовна, пожалуйста. Так, у меня 3 вопроса. Первый, на сколько лет запасов в этом участке? Второй вопрос. Я слышала о том, что вами разработана такая схема, вот грязная вода не должна, выброса грязной воды не будет. Наоборот, эта вода дальше будет циркулировать и, как круговорот воды в природе. Так. И это вами, это как только вы используете
ну, метод, да? Или только начинаете использовать, или сколько лет этим пользуетесь, вот этим методом? И сейчас у нас вопросы выброса воды, грязной воды в реки, это основной вопрос. Ага, поэтому вот этот вопрос очень интересует нас. И третий вопрос, сколько субподрядчиков у вас зарегистрированы в районе? Ну, это тоже главный вопрос. Сколько подрядчиков? И вообще, есть ли возможность регистрации компании в Алекминском районе? Спасибо. Спасибо за вопрос, за вопросы. По первому вопросу срок отработки по документации составляет 4 года. По поводу второго вопроса по очистным сооружениям. Очистные сооружения, да, они проектируются, то есть они будут построены, когда предприятие начнет свою деятельность на этом месторождении. Часть воды, как мы озвучили, она идет на технологические нужды. Это обеспыливание, ну и на те мероприятия, которые мы озвучили. Вот, в принципе, все. То есть это предполагает, когда предприятие начнет строительство, они построят очистные сооружения и начнут отработку. Тогда вода будет отводиться. Выброса грязной воды не будет. Вся вода будет собираться... Емкость и дальше? Да, водосборники, и дальше отводиться по трубопроводам на очистные сооружения, которые как раз построятся. Которые это нами как обычно запроектированы. или у вас это новшество? Это стандартный момент, то есть нам запрещено в соответствии с законодательством условно грязные воды куда-то сбрасывать, да, водные объекты. Нам это запрещено, и все воды, которые с территории проектируемого объекта будут собираться, они обязательно должны проходить очистку. Так, насчет субподрядных. Елена Александровна, давайте я отвечу на этот вопрос, потому что подрядчики наши, проектанты не владеют этим. Значит, тут какая ситуация? У нас все наши предприятия, они зарегистрированы в Алекминском районе, кроме Неринги Металлик. У нас есть ООО «Рудник Таборный», у нас есть ООО «Таборная», и у нас есть ООО «Темная», вот сейчас на настоящий момент. Просто ООО «Неринги Металлик» исторически, еще до покупки этого бизнеса нашей компании в 2007 или 2008 году, оно, просто я еще тогда не работал, оно было зарегистрировано исторически в поселке Хани в Нерюнгинском районе. И для того, чтобы его перерегистрировать в Алекминск, это необходимо переоформить лицензию, которая федерального значения, а переоформление лицензии федерального значения – это около года. Но это никак не влияет. Почему? Потому что, в принципе, все налоги, они уплачиваются. Вот если говорить о бюджете района, то в бюджет района поступают налоги НДФЛ, то есть налог на доходы физических лиц, тех сотрудников, которые работают в Алекминском районе. То есть у нас в Нерюнге нет сотрудников, там не работают, они все работают у нас в Алекминском районе, и весь НДФЛ, это примерно около 100 миллионов в год, поступает в бюджет Алекминского района. Вот, собственно, ответил на ваш вопрос. 100 миллионов ежегодно, да? Ежегодно это НДФЛ, который... Это, значит, вы здесь зарегистрированы 2007 года, и в течение вот этих 16 лет поступления в районный бюджет идет, да? Первый год, наверное, меньше. Вы знаете, мы же когда покупали месторождение, там было темное и таборное, там был очень маленький объем добычи, и наш самый главный рудник – это Гросс. Собственно, с 2018 года начались большие отчисления в республику и в район. И, собственно, наверное, с 18 года, с 18-го. В 2018 году вышло, на проектную мощность вышел наш рудник, наше предприятие, которое разрабатывает месторождение Гросс. И вот основные налоговые отчисления именно с 2018 года пошли. Но поскольку мы в тех же контурах, у нас есть еще перспективные, это Тока и Роман месторождения, они их тоже уже знают, потому что мы общественное слушание проводили, они в том же
Ну, вот если на карте посмотреть, то вот тот маленький вот участок, который выделен в контуре этого нашего участка, мы дальше никуда не уходим, не заходим, и пока планы, если уж отвечая так, пока перспектив покупать какие-то лицензии у нас пока нет. На ближайшие, ну, то есть нам бы освоить то, что у нас есть сейчас. Сейчас же, если уж так совсем откровенно говорить, очень тяжело с финансированием. И если вы посмотрите, то за последние 10 лет ни одна компания не выплачивала собственникам предприятия, участникам предприятия, не выплачивала дивиденды. Все деньги все направлялись на развитие проекта. Особенно в последнее время, особенно начиная с 2014 года, когда достаточно тяжело стало получать иностранное финансирование. Мы еще были тогда международной компанией. Сейчас стало вообще сложно. И хотя мы остаемся международной компанией, потому что у нас есть в дружественных странах Африки активы, но переместить их из Африки в Россию и обратно, к сожалению, нет такой возможности. Поэтому нам сейчас... кредиты, вот, наверное, все прекрасно понимают, знают, что ставка рефинансирования сейчас у банка очень высокая, и нам Сбербанк готов кредит выдать только под 20%. 20% это, это неизвестно, когда окупится предприятие. Поэтому мы сейчас все деньги, которые зарабатываем, вот наш акционер, он все деньги тратит на развитие бизнеса. И в этой связи, собственно, просто для понимания, что у нас собственник нашего бизнеса, он сильно заинтересован в развитии уже того, что у нас есть. На новые проекты сейчас пока, нет средств. Поэтому мы сейчас будем заниматься только теми проектами, которые у нас уже есть, лицензии, на которые получены, все разрешения, на которые мы сейчас получаем, оформляем и так далее. Об этом обязательно мы будем рассказывать. Еще раз повторю, и спасибо большое, Вячеслав Иванович правильно обратил внимание, будем прям показывать наглядно на карте. Спасибо. Так, пожалуйста. Еще Добрый день. Можно, да? Добрый день, Полуэтова Жанна Егоровна, житель села Тяня. У меня первый вопрос такой. Передо мной лежит схема расположения лицензионного участка врезанная, да? И на этом участке находятся пастбищные угодья. Как с ними быть? Второй вопрос. 12 июня у вас состоится встреча с жителями села Тяня. Если мы придерживаемся одного только решения, так, у всех одно мнение, и это мнение местных жителей будет учитываться, будет иметь вес или нет? Или, как всегда, мы эти слушания по факту у нас уже не будет иметь никакой силы? Спасибо. Добрый день, спасибо за вопрос. Да, нам представлена в пользовании лицензия, в границах которой мы будем вести свою деятельность, предполагаем вести. Поэтому мы сегодня обсуждаем все земли, которые мы будем использовать, будут взяты в аренду, то есть на основании договоров. Далее, как уже говорилось, будет проведена рекультивация, земли возвращены в изначальный вид. Все эти материалы учтены в документации, и нас будет очень жестко проверять. Все документы на землю получены, градостроительный план приведены в проектную документацию. Тогда можно я еще добавлю? Давайте сделаем тогда так. В протоколе, пожалуйста, запишем, где конкретно вот эти пастбищные угодья на карте, может быть, если есть с какими-то привязкой, координатами, там, чтобы понимать, о чем идет речь. Потому что, когда проводились изыскания, насколько я знаю, насколько я вижу из той проектной документации, которая представлена нам проектантами, об этом ничего не сказано. Поэтому, может быть, нам, не знаю, хотя бы на карте определиться, где это. Давайте запишем это в протокол, и мы постараемся для себя проработать и ответить. Жанна Егоровна, у вас будет еще вопрос? Устраивает все? Второй вопрос у меня. Будет ли учитываться мнение? Мы уже пришли к единому мнению жителей села Тяня. Наше мнение будет учитываться при вашей встрече у нас? Спасибо. Конечно же, обязательно будет учитываться. То есть то, что вы нам 12 числа расскажете, покажете, я не знаю, там, то есть все, что вы нам выскажете, все, какие у вас есть претензии, вопросы, замечания к нашей деятельности, конечно же, мы это учтем. Естественно, мы прекрасно понимаем, но как бы предвосхищая этот вопрос, мы еще раз просим вас обратить внимание, что мы не выходим из тех границ, которые мы согласовали еще
я даже не вспомню, когда, ну, даже вот если врезанно взять лицензию, она у нас с 2021 года, то и горный отвод был получен примерно тогда же, то это было согласовано еще тогда. Вот сейчас новых земель на новые земли мы не заходим. Но обязательно давайте мы об этом поговорим. То есть мы точно настроены услышать, слушать и учитывать мнение. И если беспокойство по поводу того, что, скажем так, традиционное природопользование будет каким-то образом нарушено, давайте обсуждать компенсационные мероприятия. У нас есть на эту тему ряд предложений и моментов. И если у нас сегодня еще дойдет очередь, то вот Андрей Анатольевич еще расскажет по тем мероприятиям, которые мы проводили и планируем проводить, в том числе и для всех жителей села Тяня и для общины Тяня. Так, пожалуйста, еще вопросы. Махчугаров, пенсионер, город Алюкминск. Уважаемые представители Нурголд, депутат, министр, ну и общественность Алюкминского района. Вот я уже присутствую на 3-х слушаниях общественных. 2 предыдущих, которые были год и 2 года тому назад, они закончились тем, что общественные слушания признали как бы несостоявшимися. Да, общественность, депутаты райсовета, горсовета обратились в прокуратуру о том, что Нурголд без общественных слушаний, без согласования с местным населением объявила в этом всему миру, что общественные слушания состоялись и что получено разрешение. Потом, как его районная администрация почему-то приняла решение, эти общественные слушания, мы еще их переносили. В этот раз они перенесли его в село Тяня, где сельчане, конечно, повели себя еще хуже, чем мы здесь. Они вообще демонстративно встали и ушли от жителей Нурголда. Так, ну, сколько человек вот работает с Тяней в Нурголде, оказывается, 1 человек работает. Сколько средств помогли, это вообще никто об этом не знает. Вот потому они написали вот письмо обращение в Москву президенту, и республики. Вот. Потому что они, как бы сказать, ну, не видят конкретно от Нурголда каких-то помощи, средств. Конкретно ваш вопрос в чем заключается? Ну, вопрос какой? Вот вы, наверное, видите город, да? Ну, страшно просто. Какие улицы у нас? Ну, Нурголд, это же находится не только там в Тяне, она находится... Нет, давайте можно конкретный вопрос. Вопрос. Ну, вообще, как хотите помогать Предложение. району средствами? Вообще, вот, на развитие района. У нас нет ни дорог, ни автобусов, ни холеры, ничего. Вот такой вот. Да, давайте тогда я, может быть, начну. Ну, как уже в начале нашего сегодняшнего совещания, встречи, Антон Иванович рассказывал о том, что у нас есть заключенные соглашения не только с республикой, но и с районом, есть и с Тянским наследом. Вот. И в том числе, помимо этого соглашения, мы еще точечно помогаем району, вот, если что-то, ну, оперативно, если что-то надо. Тут с наводнением были проблемы у жителей района Нитянского наслега. Я не знаю, но вот сквер, который возле аэропорта. Линда Ивановна, пожалуйста, информацию по финансовым поступлениям. Так, за период с 2009 по 2023 годы общая сумма финансовой помощи от ООО «Неррингметаллик» Алюкминскому району составляет порядка 85 миллионов рублей. В рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией мэра Алюкминский район за период с 2019 по 2022 годы направлены и полученные средства в размере 15 миллионов 320 тысяч.
на следующий объект. Капитальный ремонт образовательных учреждений Алепинского района в размере 3,6 миллионов рублей в 2019 году. Организацию проведения республиканского национального праздника Исаак-Аланхол в Алепинском районе 6,4 миллиона рублей в 2020-2021 годах. На разработку ПСД по объекту строительства школа-сада село Синехтат 1,2 миллиона рублей в 2021 году. По объекту строительства школы на 160 учащихся в селе Тако 3 миллиона в 2022 году. Проведение госэкспертизы по объекту школы на 90 в селе Санихтат. Это 1,12 миллионов рублей в 2022 году. Также в рамках договора пожертвований в 2023 году выделено 20 868 на такие мероприятия, как оказание финансовой поддержки семьям, призванных по частичной мобилизации жителей Алепинского района 1,5 миллиона рублей. Завершение строительства сквера «Слава поколению победителей» на привокзальной площади аэропорта в честь строителей трассы Аляска-Сибирь в городе Алепинске 15 миллионов рублей. Ремонт и утепление полов туалетов школы имени И.Н. Кульбертинова в Тяньской национальной школе 313 тысяч. Оснащение комнаты психологической разгрузки и спортивного зала ГБУ РСЯ Алепинский центр комплексной реабилитации инвалидов 1 086 000 рублей в рамках договора пожертвования 2022 года. Ремонт и обустройство кабинета под открытие ИЦ-центра 2 669 рублей. 69 тысяч рублей. Также в рамках договора пожертвования от 2022 года. Обустройство прилегающей территории Центральной районной библиотеки 300 тысяч рублей. Также 13 декабря 2023 года было заключено соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Алепинского района и ООО «Неррингри-Металлик» сроком действия на 3 года. В рамках данного соглашения на 2024 год предусмотрена целевая помощь в размере 8 миллионов рублей. Данную материальную помощь решено направить на изыскание и разработку проектно-сметной документации объекта КСК в селе Мачи Алепинского района 5 миллионов рублей. Разработка ПСД документации объекта строительства школа-сад на 160 мест с интернатом в селе Тако 2,2 миллиона рублей. И мероприятия, проводимые ИЦ-центром в городе Алепинске 800 тысяч. Спасибо. Ну и по текущему году, вот как Александр Владимирович уже отметил, в части того, что вот, да, Алепинский район коснулась вот такая беда, как наводнение, со стороны компании было выделено 2 миллиона рублей, которые в последующем пойдут на приобретение специальных электродвигателей, которые в последующем будут уже использованы, ну, конечно, не дай бог, таких моментов нам еще повторений, будут приобретаться электродизели. На случай, там, если будут обесточены какие-то объекты в населенных пунктах, на слегах, в этом отношении. И это пока вот только уже за первый квартал. Просто еще. Добрый день, уважаемые жители. Глава города Алепинска Сергей Шевляков. Ну, первый вопрос у меня будет к Евгению Геннадьевичу, такой риторический, но, надеюсь, услышу ответ. Цифры, озвученные Линдой Ивановной, устраивают руководство районной администрации или не устраивают? Такой вопрос. И второй вопрос. Мы какие, 3-е, 4-е слушания проводим уже? Как Аркадий Николаевич сказал, что в прошлый раз действительно те предложения, замечания, которые были высказаны жителями и депутатами, не в полной мере были отображены в протоколе, поэтому вот эти вот формулировки, что мы внесем в протокол и рассмотрим, и когда-нибудь кто-нибудь там внесет и, возможно, будут учтены, я думаю, что не должны устраивать жителей, так как необходимо сейчас внести в протокол, а потом провести публичные слушания повторно, где отчитаться, что те замечания, которые в протокол были внесены, они исправлены, потому что мы понимаем, что протокол ведется, подписывается теми людьми, которые проводят публичные слушания, и нигде потом он не публикуется. Вот поэтому у меня будет такое предложение, это публичные повторные слушания провести еще раз после того, как все замечания, которых было много, замечу, да, будут включены, в том числе
как говорили про угодья, ну, это смешно слышать от компании, которая столько лет работает в этом наследии, слова о том, что мы не знали, что там угодья находятся, оказывается. Это смешно. Поэтому вот прошу повторное слушание назначить после того, как все будет учтено, как проводили исследования и так далее. Так, ну, в части, касаемой оказания финансовой помощи району, я хочу сказать, что начиная с 2019 года компания наращивает свое участие в бюджете района, и по тем, получается, финансовым поступлениям из года в год эта сумма у нас увеличивается. Договорные обязательства, соглашения в этом отношении у нас отрабатываются. Все, что требуется району, необходимое с учетом, получается, муниципальных образований и района, мы доводим до компании, и это берется в работу, и с их стороны поддержка оказывается. Поэтому вот сейчас мы, получается, вышли по социально-экономическому соглашению на сумму 8 миллионов рублей. Дальше я считаю, что при определенном развитии ситуации мы можем рассмотреть возможности дальнейшего увеличения сотрудничества в этом отношении. Поэтому я считаю, что определенная поддержка идет, и мы в этом плане от компании, с компанией хорошо сотрудничаем. Я правильно понимаю, руководство района устраивает цифры озвученные? Вот ответьте, да или нет? Увеличение суммы идет, значит, вас и мы устраивает работаем. эти суммы. Правильно? Ну, значит, устраивает. И по второму вопросу я не услышал, будет повторное слушание после того, как все, что внесено в протокол, будет исправлено или нет? Потому что до 12 числа вы явно это все не исправите, учитывая, что вы не знали, что там угодья, оказывается, есть. Ну, 12 числа у нас не планируется проведение общественных слушаний, у нас 12 числа встреча с населением. Встреча с населением, которая предполагает обсуждение всех вопросов, не только по данному месторождению. Соответственно, на встречу с населением мы идем для того, чтобы послушать в том числе те вопросы и претензии, которые есть, которые, видимо, накапливаются, хотя мы стараемся, ну, к сожалению, видимо, мало встречаемся. Вот. И, собственно, почему мы просим сейчас в протокол вносить все, что есть? Потому что после составления протокола этот протокол выносится на рассмотрение экологической экспертизы и глав госэкспертизы по данному проекту. То есть проверяют уже на федеральном уровне. Плюс проверяется еще на уровне субъекта. Если вы хотите, мы, естественно, протокол просто будем публиковать. Тоже не считаем это какой-то проблемой. Давайте договоримся, где вы хотите его прочитать, в газете «Алекма», не знаю, еще на каком-то стенде. Давайте предлагайте, где могут жители полноценно ознакомиться. Но еще раз повторю, все материалы, они до 15 числа будут в свободном доступе здесь. Здесь находится журнал замечаний. Журнал замечаний обязательно потом прикладывается к протоколу, обязательно этот журнал замечаний идет на экологическую экспертизу, обязательно он приходит в Росприроднадзор, в Минэкологии Республики, и потом уже уходит на экспертизу. Просто конкретно публичные слушания повторные будут после того, как протокол отправится или нет? Повторные публичные слушания не предусмотрены законодательством Российской Федерации. То есть не будет? То есть это не надо? Я еще раз повторяю, повторные публичные слушания Тогда не предусмотрены. вот, Антон Иванович, я все-таки прошу от лица жителей взять на особый контроль этот момент, потому что действительно прошлые протокола были составлены без тех предложений и замечаний жителей, которые были озвучены под запись. И этот протокол я не знаю, как будет составлен. Поэтому и жителей тоже прошу активнее это все посмотреть. И тогда, если 15-го заканчивается срок принятия замечаний и предложений, когда протокол будет опубликован, конкретную дату назовите, чтобы мы, жители, могли это все посмотреть. Я отвечу. У нас в соответствии с законодательством общественные обсуждения, как уже было сказано, идут до 15 июня. В течение 5 рабочих дней после окончания общественных обсуждений протокол должен быть подписан. То есть в течение 5 рабочих дней после 15 июня он будет подписан.
То есть, еще раз, 21 июня я захожу на сайт администрации района, и там висит подписанный протокол, правильно? 5 дней. 5 дней нам дано на подписание протокола. По поводу публикации, ну, я думаю, здесь нужно обсудить и к чему-то прийти, потому что нормативных сроков в соответствии с законодательством, ну, законодатель не предусматривает публикацию. Я поэтому и спрашиваю, когда я зайду на сайт, увижу готовый протокол. Можно вопрос? Сергей Евгеньевич, а можно уточнить, какие именно вопросы не вошли от жителей? Лена Ивановна, я не вступаю в национального полемику, я спрашиваю конкретный вопрос. Когда будет этот протокол опубликован на сайте? Вы конкретно сейчас Сергей объявили, Евгеньевич. что в протокол не вошли вопросы, касающиеся жителей Тянского национального наследия. Я прошу уточнить данный вопрос. Предложение Юрия Андреева о ежегодном поступлении в бюджет 300 миллионов рублей от компании Nordgold не было включено в протокол. И ряд других вопросов, которые в письме в прокуратуру были обозначены. Теперь, пожалуйста, ответьте на вопрос, когда мы зайдем на сайт и увидим протокол подписанный. В течение 5 дней после окончания слушаний. Все, тогда 21 числа я захожу на сайт и вижу протокол, правильно? Все, хорошо. Приветствую всех с праздником, с Днем эколога. Сегодня так получилось, что совпали эти два события. Я хочу сказать, поблагодарить, хочу золотодобывающую нашу компанию, да, что все-таки мы с вами хоть встречаемся. Есть еще недропользователи, о которых мы и в глаза не видели. Да? С вами мы уже хорошо познакомились, но я вот участвую в 4 слушаниях уже, да, депутат районного совета Калмыгина Алена Николаевна. В 4 слушаниях участвую, и вот все считаю, сколько миллионов тонн руды и сколько тонн золота в год вы у нас достаете, да? Теперь у меня вопрос. Рудников сколько? Вот нет карты общей, как правильно сегодня сказали, да, но только по таборному почему-то сказали. А меня интересуют вообще все рудники. Как вы там перемещаетесь вот вашу с 2009 года, чтобы проанализировать, да? Сколько у вас рудников? Я насчитала 4 рудника. Это Гроз, Таборная, Токо, Роман, да? Ну, не совсем правильно. У нас действующих сейчас месторождение Темное, месторождение Таборное и Гроз. Врезанная Тока. Эти 2 лицензии были недавно получены, по ним только-только проходят проекты на разных стадиях согласования, а по Роману, который тоже в этой же контуре находится, еще нет окончательно, да, лицензии, еще не получено, еще только заявлено, потому что там проводились изыскания. То есть там лицензия на изыскания были, на добычу нет. Ну вот я участок отнесла, врезное я отнесла к участку, потому что вы же говорите, рудник, они участки. Месторождение. Да? Мы рудник это какое-то, ну это сленговое выражение, там, где добывают руду, и тогда это рудник. Вот. Карьеров у нас таких это Темная, Таборная, Гроз. Вот в Гроз у вас увеличили в 2023 году до 26 миллионов тонн руды, а в золоте это 5 тонн. Остальные, сколько у них стоит объем? У остальных? Ну, там ситуация какая, что Гроз это у нас передовой рудник, самый большой, а Темный, Таборный, они в разы меньше. То есть это они уже доживают свою деятельность. И, к сожалению, у меня нет, я не производственник, не могу сказать, потому что мы сегодня не готовились по общей теме, мы готовились только по врезанному. Ну, я хочу сказать, что получается на протяжении 14 лет мне вот, допустим, нужна информация, чтобы сделать аналитику, да, вашей деятельности и вашего вливания вот финансового в том числе. И вообще, как вы планируете, в итоге все планируете там обойти, да? Весь наш участок Алекминского района, ну, где вот олени пасутся. То есть Алена Николаевна, речь идет только об одном объекте. Ну, я на будущее говорю, и сразу, Евгений Геннадьевич, я хочу это знать, да? И исполнительные власти, коли уж Евгений Геннадьевич вступили в полемику, ну, в смысле, в разговор, да? Давайте я скажу по поводу объявления
значит, о публичных слушаниях. Исполнительная власть, то есть орган администрации района, очень плохо информирует население. Значит, все мы понимаем, вот я депутат района, и я не знала про это. Николаевна, в самом начале я конкретно до начала слушания я вам привел говорю, вам регламент, поэтому заканчиваем на эту полемику и переходим к существенным вопросам. Евгений Геннадьевич, я еще раз говорю, чтобы в протоколе отразили, и, значит, на будущее очень хорошо информировали население об этих мероприятиях. Так. До всех, кого нужно было довести, и через средства массовой информации информация прошла через сайт, газету и все другие телеграм-каналы. На пабликах ваших не было. Это уже ваши проблемы, если вы там не могли обратить на это внимание, но, по крайней мере, вся информация была. Поэтому давайте перейдем к конструктивному диалогу и к тем вопросам, которые вас интересуют. Я вам говорю еще раз, депутатов района нужно информировать в первую очередь. И насчет Информация поступлений. И насчет поступлений, значит, администрацию района устроила 8 миллионов, им дадут, значит, в этом году, да? Депутаты вообще никто не в курсе. Куда дается, на что дается, почему населенные пункты там свои проблемы не озвучивают. Ну, это к вам, значит, такой момент, да? И все-таки я вот недропользователей, пожалуйста, предоставьте информацию. И вот сегодня вы говорите, мы покажем Тяне, да? Если вы приехали сюда, значит, нормально показывайте все карты, все открывайте. Вот из-за того, что информации недостаточно у населения, и ведутся эти публичные слушания в таком характере, ключе. Потому что народ не знает, кто, сколько, когда и за что получил. Кто рассматривает, если мы, депутаты района, не в курсе, кто рассматривает, кому сколько дать. Да? И хочу сказать и еще раз сделать, значит, и министерству, и недропользователям сказать, за 14 лет, вот село Тяня, сколько там жителей проживает? 200? 400 человек с детьми вместе, я по избирательным смотрю, да, количеству. 400 с лишним человек. Домов там очень мало. Уже давно бы и дороги сделали. И вот этот вот сейчас, как манна небесная, ждем детский сад, то ли школу, когда начнется строить, когда это возведут, зачем это растягивать. Ну, на самом деле, если ваши вот миллионы посмотреть, то, значит, руды и тонн, значит, золота, которое качается с этого участка земли, принадлежащего Алекминскому району, грубо говоря, то смешно слышать, там 300 тысяч дали на что-то, 1 200 000. Ну, как-то посерьезнее. Нужно вообще договориться конкретно и определенные суммы. Потому что я уверена, что с 2009 года вот это вот все растет. Алена Николаевна, конкретно по проекту у вас есть вопросы? Вы уже выходите вообще в другую степь и как-то да, не по теме. Сколько тонн в год руды планируется добывать? Просто вам вопрос задали, на сколько лет рассчитано, а меня сейчас интересует тогда, сколько тонн руды, миллионов рассчитываете добыть? Спасибо за вопрос. Да, на участке конкретно врезаны за все время отработки, за 4 года, 2,5 тысячи килограмм. Золото? Да. Отработка будет вестись 4 годами, предполагается в нашем проекте, который мы сейчас согласовываем. В разной степени по годам она распределена. 2500 тонны, да, получается? Ну да, да, 2,5 тонны, 2500 килограмм. Ну вот хотелось бы общую картину увидеть по всем рудникам. Ну, это я вот неправильно выражаюсь. Вы меня поняли, о чем я говорю, об участках, месторождениях и так далее. Полную картину, чтобы и открыто было с вашей стороны вся информация, и открыто со стороны исполнительной власти, значит, Алекминского района вся информация. Тогда, возможно, уже люди бы и не сидели, они уже планировали бы. Все, спасибо. Угу, спасибо. Так, пожалуйста.
Здравствуйте. Ага, слышно, да, меня? Вопрос хочу задать Яковлеву Извините, пока Анастасии. вопрос, здесь уже вопрос задаются, да, подождите. Хорошо. То есть проект по закрытию этого, о чем мы говорили на прошлом Да. личном случае. Спасибо, да. Вот. На самом деле вот этот вопрос действительно каждый раз задается, но у нас сейчас в Якутии нет рудников, которые бы, месторождений, которые бы заканчивали свое существование. В свое время, когда мы покупали темное и таборное, мы думали, что мы там доработаем еще 5 лет и их будем рекультивировать и закрывать. Но изыскания геологические и технологии отработки, собственно, позволяют нам еще продолжать добывать в тех же границах, в тех же пределах, то есть не выходя даже за границы, отведенные лицензией, ставить на баланс учет этих драгоценного металла. Вот. И, собственно, когда мы ставим на учет, государство от нас, конечно, требует, чтобы мы его как можно лучше извлекли, потому что степень извлечения зависит от очень многих факторов, в том числе и от времени года. Поэтому у нас вот те технологии, которые мы сейчас применяем, они самые передовые на сегодняшний день. И поэтому, к сожалению, мы в том месте, где мы сейчас работаем, мы пока ничего не рекультивируем, не восстанавливаем. Но у нас с Министерством экологии, у нас скажем так, с лесниками есть договоренность. Мы зарыбляем рыбой, к сожалению, не в тех местах, где мы работаем, но это не от нас зависит, поскольку нам эти указания дает Министерство экологии. То же самое лесовосстановление мы занимаемся, к сожалению, не в тех местах, где мы работаем, потому что Министерство экологии, в частности, как называется, управление лесного хозяйства, вот, они нам дают планы, где мы должны там засадить деревья. Вот в ближайшее время мы потратим только на лесовосстановление 300 миллионов рублей. Только на лесовосстановление. Это в планах у нас прописано, эти планы у нас согласованы, в том числе с Министерством экологии. Но еще раз повторю, к сожалению, не в том месте. Вот если бы нам, я не знаю, как вот выйти на Министерство экологии и, не знаю, может быть, давайте действительно включим вопрос в протокол, что есть желание у местных жителей, чтобы мы лесовосстановлением занимались в Алекминском районе. Тогда, да, ну или да, прям напрямую там в Тянском наследии. Давайте тогда мы вот это все обсудим с Министерством экологии. И тогда будем от них получать вот эти квоты, ну, в смысле, вот эти указания на проведение лесовосстановления на тех участках, которые интересуют жителей. Спасибо. Так. Анисимов Константин Григорьевич, Общественная палата республики. У меня простой такой вопрос. Что же это такая пресловутая желтая пыль и химический его состав? Можете сформулировать? Ну, давайте я начну, а может быть потом специалисты проекта расскажут. Пыль, наверняка, ну вот я сколько раз был на руднике, я видел, когда, несмотря на все противопылевые работы, поливальные машины ходят и поливают дорогу, по которым идут самосвалы. Самосвалы очень, ну, скажем так, сами много весят и перевозят 90, а то и 100, там, 10-120 тонн в себе. Соответственно, если сухая погода, они едут, и за ними поднимается пыль. Пыль – это грунт, который вот насыпан. Это не, скажем так, не продукт переработки. Это просто тот грунт, ну, скажем так, та вскрышная порода, которая там всегда лежала. То есть это местный грунт. Его химический состав точно такой же, как и всей другой земли по всему, наверное, наследию и району, потому что, ну, единственное, что горная местность, может, там немножко отличается. Но поскольку он не перерабатывался, этот грунт, имеется в виду, химически не подвергался никакому воздействию,
цианиды он не несет, потому что для нас, скажем так, то, что подверглось обработке цианидами, для нас это продукт, необходимый для извлечения золота. То есть если мы его потеряем, то для нас это потери, невосполнимые причем потери, и мы теряем на самом деле деньги. То есть вот та пыль на руднике, которая поднимается, опять же, я вот с вертолета смотрел зимой, где-то даже в интернете была фотография, где работает стакер, который вот руду укладывает, ну, стакер такой конвейер, который руду укладывает для ее дальнейшей переработки или просто в кучу укладывает. Так вот, руда, она желтая, а вокруг белый снег. То есть если руда вот чуть-чуть мокрая, она не пылит. Стоит только вот ей подсохнуть, она начинает, к сожалению, пылить. Но мы делаем все эти работы в соответствии с проектом, чтобы как можно, ну, не знаю, как можно больше повлиять на образование пыли. Спасибо. А то вот во всех интернетах пишут про желтую пыль. Вот поэтому мне неизвестно, что это такое. Поэтому я и спрашиваю. Вот так людям надо объяснять. А то начнется сейчас химия туда-сюда. И это же недопустимо. Да, я вас прекрасно понимаю. Действительно, если, да, ну, к сожалению, да, действительно надо больше объяснять. Вы знаете, вот планируем в августе или в сентябре привести на рудник, мы создали экологический совет, и планируем в августе или в сентябре, пока еще точно не определили, как все зависит от летной погоды, чтобы во время вот приезда участников экологического совета возьмем пробы всего, почвы, попытаемся вот этой пыли взять под камеру совместно, чтобы все участвовали, воды во всех водоемах, которые вокруг, озера, река Тока, ну то есть все, что вокруг у наших рудников. Замерим шум, замерим вибрацию. То есть вот максимально, чтобы экологический совет приехал и посмотрел, и пробы взяли, и, наверное, нам Виктор Филиппович тоже поможет, чтобы эти пробы были в той лаборатории сданы, которым жители и Минэкологии доверяет. Вот, и результаты вот эти опробования мы обязательно совместно опубликуем, там попытаемся все использовать теперь все средства массовой информации. К сожалению, мы никогда не работали, ну, не то, что никогда, раньше не работали там с телеграм-каналами. Да, может быть, действительно сейчас люди узнают больше из вот таких пабликов, чем из средств массовой информации. Мы это обязательно учтем. Тем более сейчас, вот я, кстати, пользуясь случаем, хочу спросить у жителей Тяня, а интернет как сейчас работает? Или не пользуетесь? У нас интернет свой домашний, Сенсат, да. У нас такого нет интернета. Там ее и не было. Не было. Ну, мне вот Arctic Telecom рассказывает, что они в начале года дали возможность подключиться к спутниковому интернету, но не по всему селу, а только в административных зданиях. Алексей Максимович, скажите вот. Согласен, это мало. Да. Алексей Максимович, Добрый день. Так, сейчас можно, да, по интернету. Да, действительно, в 3 организациях подключили пока спутниковый. Сейчас вот проведена раскатка канала, и летом будет проводиться работа. Ну, в декабре по контракту, да, по срокам у нас должны подключить. Сначала пробный, потом уже. А можно тогда вот узнать и тогда мнение жителей, не пользуются, да, вот в этих общедоступных местах интернетом? У нас в администрации есть гостевой компьютер, кто желает, может, да, сесть и работать во всех услугах. Ну, то есть пока не так популярен, как предполагалось изначально. Ну, вот, к сожалению, потому что у меня информация только от Arctic Telecom, да, поэтому, если можно, давайте, может быть, тогда, это не будем в протокол, потому что не относится к месторождению врезанное, может быть, Алексей Максимович, напишите, что вот сейчас, пока нет
не знаю, интереса у жителей Тяни пользоваться именно вот этим общественным интернетом в общественных местах. Может быть, мы как-то попросим Arctic Telecom, чтобы он побольше пораздавал, может быть, где-то еще роутеры поставил. Посмотрите, нужно это или не нужно? Вот просто Этот вопрос поднимался с населением, да. Я уже говорил. То есть Arctic Telecom в курсе, да? В курсе. Ага. Ладно, тогда я тоже переговорю. Ну, тут вот, как коллеги сказали, можно добавлю, в части того, что до конца года будет протянут линия ВОЛС, то есть хорошим доступным интернетом жители села Тяня будут обеспечены. То есть это вот это плюсом тем суммам, которые вот то, что обговаривали, это по договору, по соглашению с республикой, которая заключена, в том числе и предусмотрены мероприятия по протяжении по линии ВОЛС. Указанные мероприятия стоят недешево, сразу скажу, порядка 170 миллионов рублей на этой компании пожертвовала. Так, уважаемые участники, мы уже работаем около 2 часов, поэтому будем плавно завершать наше публичное слушание, но я хотел бы прежде предоставить слово Елене Христофоровне. Да, спасибо большое. Ну, так как у нас создана рабочая группа народных депутатов, как я вначале говорила, мы, значит, должны помочь отрегулировать те вопросы проблемные, которые ну, не смогли за эти годы решить. Получается, вот полдня я сидела, значит, собирала информацию. Ну, самое главное, это минус в том, что компания была очень закрытой. За 2023 год всего 5 публикаций о работе вот этой компании большой, да. И то, что вовремя, вот в прошлом году, в декабре, главой нашей республики Айсеном Сергеевичем Николаевым и руководителем, значит, компании Нордвол подписано соглашение, которое вот сегодня дает уже импульс тем направлениям работы, которые мы, как законодатели Республики Саха-Якутия, изложили в 3 законах. Это закон об ответственном недропользовании на территории Республики Саха-Якутия. Мы разрабатывали данный закон 5 лет. 5 лет, представляете, за каждую статью. И вот если посмотреть по статейно, ну вот я слушаю и вот отмечаю некоторые части особо, ну вот то, что как ответственный недропользователь Нордвол заключили соглашение с республикой, 4 соглашения имеются сегодня с районом, так, наследом и родовыми общинами, которые работают на этой территории. Дальше. Если бы вот этот договор, соглашение было подписано чуть пораньше, вот этих разговоров вообще не было. Просто из-за, возможно, извините, неумелой работы руководства тех людей, которые ответственны за доведение информации до населения, вот сегодняшнее это обращение к президенту страны и главе. Так, есть у нас еще закон, значит, об экологической доктрине, экологическом кодексе Республики Саха-Якутия, подписанный Айсеном Сергеевичем Николаевым, очень большой, расширенный. Но это не должны писать это, как сказать, это должны само население работать, представительные органы и, конечно же, компания. Вот распоряжением правительства целый комплекс мероприятий вот на это прописано, начиная от вопросов включения экологического состояния, образовательные программы школ, например, района, да, дети со школьной скамьи должны знать, Нордвол у нас работает, вот так помогает, а я хочу быть вот потом специалистом Нордвол. Вот такая работа должна вестись.
экологические службы. Вот Норголдом какие-то направления работы, все это расписать прямо у вас. Где у вас работа администрации района по направлениям работы Норголда? Ну, представьте сегодня. Нету. Вот просто я собирала, тут сидела. Так, самый главный вопрос сегодня, который касается у нас. Мы же о бедности населения говорим в Республике Саха-Якутия. Есть у нас даже распоряжение главы, как работать, чтобы бедности у нас в республике не было. Вот это самый главный вопрос, над которым мы в каждом районе работаем. И вот я попросила справку о том, какая работа проведена со стороны компании. За 2023 год вот перечень предприятий, которые работу предоставили местному населению, а нашей компании Норголда нет. А почему нет? Потому что, опять же, я говорю, этого открытости, доброжелательности, возможно, нет. Поэтому не желают, или вы закрылись, то мы так далеко находимся, вот Ильчары там, но не можем тут. Ну давайте откройте вот это дополнительный рейс, например, да, чтобы решить проблему участия населения. Вот и есть у нас очень хороший проект, сельскохозяйственный район. Алекминский район считается второй Украиной. Тут бросьте семена, все взрастет. И вы должны, Норгол с администрацией, здесь сады сделать. Инновационные проекты. Ну, в Якутске там это огурцы, помидоры растут, выращивают в течение года, да? Почему нам нельзя? И 5 лет тому назад мы были здесь на Сехи-Ламфо. Молодые люди подходили, я спрашивала, чем занимается картофелеводством. Но беда была в то время, они 50% этого картофеля не смогли сбыть. Ну вот сегодня я спрашиваю у прохожего, просто говорю, здравствуйте, я хочу узнать, есть такая проблема? Он говорит, да, есть. 5 лет же прошло. Вот за это время могли бы вообще ни один килограмм картошки не должны выбрасывать. Сколько? Это акционерная компания «Алроса». Все, что добывается в охоте, рыболовстве, оленеводстве, они делают так, чтобы сбыт был именно в компании. Не покупают оттуда, откуда-то за 3-9 земель, да? А именно покупают местное производство. Вот для того, чтобы местное производство поднять, вот вы должны сесть и не задавать неудобные вопросы друг другу, а именно стремиться к тому, чтобы решить проблему тут на месте. Любить людей, которые вы приехали на новые территории. Вы еще долго будете здесь работать. Но для того, чтобы все это стало достоянием страны, вот то, что вы добываете, это же вы укрепляете экономическую безопасность нашей страны, экономическую безопасность нашей республики, экономическую безопасность. Вот сейчас узнали, сколько у нас, 100 миллионов вы перечисляете через НДФЛ, да? Но об этом не все знают. Нет в газете ничего про это. Вот в том, что жители Тян, они не инагенты, они просто не имели информации. Вот этой информацией не владели. И вы должны здесь открыться. Я депутат простой. У меня телефон работает день и ночь. Могут в любое время позвонить, WhatsApp отправить. Вы давайте, Александр Владимирович, откройте себе вот это. Я подписан на ваши 2 телеграм-канала. Да, я знаю. Вот, я регулярно читаю вас. Да, я пишу. Если понимаю. Я пишу утром и вечером для того, чтобы люди знали, чем я занимаюсь как народный депутат. И вы, как люди, которые пришли, и вы, администрация района, и вы, представительный орган, должны
доводить до людей и не доводить до такой ситуации. Поэтому мы сегодня, вот сейчас очень хорошая ассоциация коренных эвенков Республики Саха-Якутия, Варламов Стан Николаевич, Любовь Викторовна Христофорова. Такие прекрасные проекты с вами сделали, Нордгол. Да. Такого нигде нету, но проекты-то в проектах надо, чтобы они шевелились и в жизнь вошли. Ну, мы, Поэтому вот то, что вы начинаете после подписания соглашения, конечно, очень хочется, чтобы через 3, это надо быстро работать. Через 3 года мы приехали, все осохой танцевали вместе с вами. И вот это есть экологическая декларация недропользователя. Вот не все знаете, тут все прописано, но оно тоже содержательно должно быть это скорректировано именно местным населением. Мы не должны говорить, вот это вы должны делать и смотреть на них, а сами предлагать. Вот мы хотим вот это. И вот есть у вас же вахтовый метод двухсезонный, да? И вот у нас проблема в оленеводстве какая сейчас сегодня. Молодые люди не идут для того, что зарплата маленькая. Может быть, нам продумать такой пилотный проект оленеводства и как бы объединить вот это вахтовый метод работы у вас, как пилотный проект я предлагаю. Это не этого стола, это разговор, это потом дальше продолжим. Не должно быть ни одного безработного в Алекминском районе. Ни одного. Вот здесь где-то сегодня зарегистрировано по району сколько человек безработных? 800. Так, обратилось в поисках 684 человека, 416 трудоустроены, 408 не имеют работы. Этого не должно быть. Центром занятости ваши кадровые должны отрабатывать, обучать их, прямо направлять туда. Если не могут, то вот в сельском хозяйстве. Говорили с руководителем сельского хозяйства. Вы обращались в Нордгол? Нет. А почему? А почему вот совместные какие-то проекты не делаете? Почему вот это такая вот это, кто-то должен это сказать. Нет, никто не придет к нам. В Алекминск никто не придет, не подскажет. Вот так делайте. Это вы изнутри сами должны быть активны. И тогда вот эта активность будет со стороны компании. И те планы, которые сегодня мы видим в цифрах, да, они вообще очень даже есть такое ощущение, если это дальше действительно так пойдет, то движение будет очень интересное. И еще раз говорю, по сельскому хозяйству мы должны свои проекты тоже. У нас есть легенда политики. Корнилова Зоя Афанасьевна. Ей 85 будет. И в Кылах, вот в каком состоянии мы знаем, у нее 5 лет просто так лежат проекты развития Кылаха и вообще Алекминского района. Вот, пожалуйста, вообще публичные слушания в части Брезанного должны быть, да? И в части, вот они потом не соберутся же, их в тяне же не будет. А вдруг я не приеду тоже? То, что я говорю, вы должны зафиксировать и как предложение. В Якутии сегодня обсуждается такой очень важный для всех вопрос. Это вопрос сохранения родного языка, через наименование учреждений, предприятий, вывесок и так далее. Над этим вопросом мы долго работали. Есть опасения исчезновения родного языка через 20-30 лет, как это. Ну и мы хотели бы предложить вам от рабочей группы по языковой политике, предлагаю вам подумать над наименованием Gold, да,
Почему? Потому что, ну, политика у нас сегодня, знаете, какая. Вот, может быть, мы восприняли бы население, вообще жители республики ближе якутское название, Алёхуме, Көмюхе, золото Алёкминска. Как, например, Анабарском улусе алмаза Анабара назвали специально для того, чтобы местное население восприняло. У нас же в преданиях, легендах золото, бриллианты не очень-то это. Оно не так близко воспринимается. Близко к нам по духу, и как это у нас это для коренных малочисленных олень, а для коренных народов лошадей. Вот. Если мы все будем работать над тем, чтобы они были у нас по философии нашей жизни, мы этим должны заниматься. Вот тут помощь нам нужна такая, чтобы население почувствовало. Вот наименований, вот хорошо было бы подумали, да? Ну и вот про безотходное вот воды, которая не впадает, выбросов нету. Вот это как новшество же. Вы говорили мне, кто говорил тут? Андрей Анатольевич. Это у них пилотный проект или везде это используется, вот эта конструкция безотходной чистки воды? Она не вся безотходная. Часть воды мы циркулируем, берем на поливку, а часть все равно сбрасывается, но она очищается, она делается чистым. То есть Вот это надо фильм, видео снять, чтобы в каждом доме Алёкминска было. Вот так мы делаем, вот так делаем, чтобы снять напряжение и вообще беспокойство населения. Это же очень просто, на самом деле. И, значит, рейс, вы говорите, мы в Хане находимся. Как далеко. До Алёкминска далеко, до Тяни далеко. Ну, давайте логистику продумаем. Вы поставьте перед правительством, перед государственным собранием, как логистику поменять, чтобы рейсы были. Может быть, Алёкминск там Хани, Якутск, Алёкминск Хани. Ну, это же возможно. Можно сделать, нужно сделать. Для того, чтобы население причастным было. А то, что сейчас в Тяне 3 человека работают в Тяне, это же вообще нет. Мы все это должны исправить. До того, как мы исправим, все равно эти вопросы будут. Я как человек, который очень хочу, чтобы Алёкминск развивался. С Зоей Афанасьевной сколько разговоров у нас было. Асен Сергеевич, наш глава, сколько говорит, да? В каждом районе. Это счастье, что возможно, может быть, каждый по-своему думает, но если есть на территории большое предприятие, компания, это значит дополнительные все равно поступления, доходы в бюджет района. И 100 миллионов рублей, ну, каждый год, если поступление через НДФЛ, и еще на какие-то, на социально-экономическое развитие, вот все того, что мы видим сейчас, цифра, это будет. Но мне кажется, мы еще должны будем встретиться с рабочей группой народных депутатов после встречи 11 июня. И встреча, не все знают про компанию, поэтому эта встреча важна будет. И какие-то, если будут вопросы. И просьба, вот то, что сегодня задавали, это вопросы от сердца и души. Пожалуйста, по стенограммам, ни один не пропускайте, пожалуйста. Я вот это прошу. Спасибо. Спасибо, Елена Христофоровна. Алексей Максимович, пожалуйста, как глава Тянского национального наследия, пожалуйста. Извините, можно вопрос представителю Норголта? Житель села Тяни Иван Платонов. Про лицензии, которые разрабатываются. У вас в будущем сколько лицензий выдано на руках или у ваших подрядчиков, которые сейчас изыскания проходят, и в каких местах вы сможете ответить на этот вопрос? Да, я смогу ответить, потому что у нас сейчас в процессе получения лицензии на месторождение Роман. Это левый берег Тако? Ну да. И каким методом вы будете там на левобережье
Будете ли строить фабрику, либо будете вывозить и каким методом? Будете мост строить или как-то? И вопрос такой сразу, пока не запутался. В местности Саготох-Харья, ручей, впадающий на Алаките, у вас планируется сейчас нынче работы какие-то? Буровые? Ну, я, к сожалению, вот на второй вопрос ответить не смогу. Сейчас попрошу Андрея Анатольевича, он запишет, и мы подготовим этот ответ точно к 12 числу. Вот. А что касается отработки месторождения Роман, видите, в чем дело? Мы пока еще даже проект не начинали смотреть. То есть, когда проектанты нам должны предложить самые лучшие, самые удобные, экологически чистые, безопасные способы отработки. Я не исключаю, что там точно фабрики не будет, потому что нет смысла строить много фабрик, если месторождение очень рядом. Ну, это получается, значит, какая-то перевозка будет осуществляться, какие-то мосты будете все равно круглогодично вам надо строить, либо железную дорогу будете протягивать. Ну, я не знаю, что у вас в планах. И вот на местности Саготох-Харья, местности Тахтыкакта, Тахтыкакта это получается от Тяни потоков выше, буквально напрямую, если взять 50 километров, напрямую не будет. Ладно, по речке там петляет дорога, да, и речка, по речке мы ездим. И Мурунская. Мы даже не знаем, кто там ездит по местности Горкит, через Алакит. В прошлом году ездили танки и приехали на Тахтыкакту. Мы не знаем, кто это. А Тахтыкакта, получается, от самой речки Тако, буквально в Верховье, напрямую, если взять, ну, меньше 10 километров, даже 5, наверное, не будет. А вот давайте тогда мы попросим Якутнедра предоставить информацию, потому что на самом деле мы туда дальше, выше, в смысле даже ниже по реке Тако не спускаемся, и я уверен, что это точно не наша техника. Вот мы попросим, у кого там есть лицензии, потому что у нас нет такой информации, кто там еще кроме нас может работать. Вот. Давайте попросим, да, давайте в протокол прямо включим, чтобы вот нам, наверное, Министерство промышленности поможет. Тут мы предоставим ответ. Да. Непременно сейчас по карте с вами. Можно я сразу отвечу дальше, пока не сбился со своих мыслей? Спрошу, то есть. Почему в последний период, когда уже у вас все изыскания провели, вы даже не знаете, кто на Тахтыкакте? Насколько я знаю, я в прошлом году их вот так вот видел, когда они танк утопили. У вас есть такая информация? У вас есть. У меня вот просто я телефон поменял, фотографий нету, ничего нету сейчас доказательных этих. После того, как буровики, ваши геологи работают, в Гогне работали позапрошлом году, все ничего не убрали, также уехали. И это и есть олень пастбище. Танк, который вот, вездеход, который в прошлом году изыскания делали на Тахтыкакте, они приехали по угодьям. Они проехали Саготох-Харья, Гогну, Саготох-Харья, Алакит, поднялись и через самые олень пастбища пришли. И какие вот разработки получаются, и какими намерениями вот ездят, изыскания вот делают, да, вот такой круг дают, истоптая все земли, как бы испокон вот административной территории Тяни, да, и общины, которые там работают. И вы сейчас вот говорите, у вас нету никакой информации. Это как-то несерьезно получается. И потом местные жители, те, которые вот сейчас подают, вот сейчас все снимается и на все СМИ, и потом иноагентами становятся. Как-то. И почему Министерство промышленности и охрана природы как будто этого не знает. Вот району это тоже вопрос задается. Просто потом жители Тяни, да, вот охотники, оленеводы, в основном представители общины Тяни, получается. Мы на СМИ, на этот, потом в итоге получается иноагентами. Как-то тоже некрасиво получается. Просто я вот сидел, слушал, и очень много цифр озвучилось. Ладно. И какие согласования вот провели, например, Нордгол пришел после Неррингри Металлик в 2007 году, по-моему, если мне память не врет, может, я ошибаюсь. И какие вот отчисления, какие договорные обязанности. А сейчас
как говорится, цены растут, какая конкуляция, вот какие тогда выплаты были и сейчас какие выплаты. Например, топливо поднялось буквально за 2 года на 40%, по-моему, если я не ошибаюсь. И какие планы вот на такие вот места? Они же от вас очень далеко находятся. Я примерно знаю, я связан, как бы, у меня работа такая, я с промышленниками работаю. И Нордголд на сегодняшний день очень большую землю имеет в нашем районе. Особенно, ну, это только, получается, административной территории Тяни. И хотел бы уточниться вопрос, вот какой объем, сколько тонн в год вы сейчас добываете? И когда вот приходили вот первые 2-3 года хотя бы вот так вот, начинали работать, вот эти цифры озвучивали бы, никто не знает, вот, например, сидящих. Алексей Максимович, вопрос вам неопределенно. Вот когда они пришли вот первые 3 года, сколько тонн вытащили за последние 3 года? Все равно же объем растет. Ну, с этим же, относительно с этим объемом выработки, такие же отдачи местному населению. Я не именно там за жителей Тянью, и хотя бы, скажем, за район. И вы как-то говорите, ну, занимаетесь, рыбой разводите, да? Но это тоже хотелось бы у нас в своих речках видеть вот эту рыбу. Вот этого ни разу я не видел. Я каждый год в течение 22 лет по такой и по Чароде, в основном в Тяне нахожусь летом. Я знаю, какие загрязнения и сколько раз кто воду брал, я все это знаю. И хотя бы это надо каждый год с первым оттеплениями. Вода самая грязная по УСУ сплавляется, спускается где-то с первыми водами. Здесь никто ее не знает. Пока отсюда доберешься, лодочные мотора ходить начнут, эта вода все уже под речку уходит. Рыбы очень мало стало в последние года. Не знаю, может, отсюда вылавливаете, увозите в другую речку, я не знаю, где обрубление идет. Не скажу плохого. Ну, в УСУ речки стопудово нету рыбы сейчас. 22 года назад там очень много рыбы было. Сейчас вообще там нет. Вот нас поймали бы, вот показали бы вот местному жителю оленеводу, например, да, вот в Тяне, что есть рыба. Свозите вот тяньских, там порыбачьте, сетки поставите. Не будет там рыбы. И мы сейчас про какие-то экологические эти стандарты тут, очищение, очистительные воды. В УСУ я ни разу не видел нигде очистительные там преграды какие-то. Первой водой очень много грязи спускается. Не то, что там желтый вот снег, говорите, желтеет. Там глина плывет. И не знаем, что такое с этой из глиной плывет. Вот УСУ же она разделяется, речка. Я знаю, где я у вас бывал на участке. Ага. И там никаких этих сооружений не видел. Каждый год, ну хотя бы не каждый Вопрос год, конкретно в какой? 3 года вот возили бы. Конкретный вопрос вот про сколько лицензий на изыскание, какие участки разрабатываются, где какие вездеходы. Я примерно могу на карте вам нарисовать, если вы не проинформированы. Вы стопудово проинформированы. Вы даже, не скажу, конечно, хаять не буду. Все, спасибо, понятно. Давайте на этом и остановимся. Сколько участков лицензий вот выданных на руках? И вот этот вопрос будет в Тяне стопудово. Потому что тяньские все знают, где какой танк проехал, кто где работает, провалился. Фотографии даже вот прошлогодние ваших вездеходов. И с номерами, со всеми можете предоставить, если связь будет. Давайте, ага. да, давайте. Нам и это интересно. Ну, у ваших работников это все должно быть. Вы должны предоставлять, а не я какие-то следственные мероприятия проводить. Ну, вот Я, да, я житель простой Тяни. Житель Тяни. Я вас понимаю, просто ситуация какая, что не только мы там ездим. Вот не только мы. Во-первых, во-вторых, да, мы вообще геологоразведкой не занимаемся. Но это ваши подрядчики, Ну вот давайте посмотрим, что это за подрядчики. Если вы говорите, есть номера, давайте просто проверим. Хорошо. Нам самим интересно это.
Алексей Максимович, пожалуйста. Да. У меня, наверное, вопрос будет проектантам, да? Тут вы только вот сказали, что участок находится на арендованной, уже ранее арендованной территории, да? Или как? То есть получается, это новый участок. Мы запрашиваем все документы, у нас проектная документация, все договора, все выделы будут показаны. Вы оформили, да, договор аренды лесных участков у Минэкологии? Еще нет, да? Еще раз. Договор аренды лесных участков. Они в проектной документации, они есть, но у меня с собой их нету. То есть, условно говоря, нас будут проверять все. То есть у нас есть земельный отвод. Нет, это понятно, да. У нас есть земельный отвод, Ну, который мы... вы до этого говорили, да, и Антон Иванович тоже говорил, кажется, да, про это, что это участок не новый, а ранее отведенный. Но это же новый участок получается. Вот, нет, нет, это понятно, что лицензионный участок есть, но это же новый карьер же будет, или как? Конечно, это будет новый карьер. Ну, вы говорите, как будто но он будет в на контурах. старом карьере, что это уже ранее отведено. Нет, он будет в контурах. Еще у вас контур же квадратный, насколько я помню. Контур у вас же квадратный. Нет, он там многоугольный, скажем так. Многоугольный. У меня по последним данным, да, у вас контур квадратный, то есть это арендованный земельный участок. Нет, да? Ну тогда давайте, пожалуйста, да. Вот карта, да, мы вот видим карту, да, но мы не видим, где тут ресурсный резерват, особо охраняемой природной территории. Оленьих пастбищ не видим, и водных объектов мы не видим. Ну, вот на этой карте. Вот, да, вот на этой схеме мы не показывали, мы просто показывали, ну, для понимания, где находится наш участок, где находится врезанное месторождение, которое будем сейчас отрабатывать, собственно, о котором сегодня идет речь. И вот на самом деле мы сколько раз просили тоже помочь нам нанести на карту, где находится оленьи пастбища. Вот мы хотели, где стоянки находятся. Вот мы же не можем знать. Мы там на вертолете не летаем, не, скажем так, не отслеживаем. Есть, это доступная информация. Хорошо, к 12 числу можете, пожалуйста, подготовить. Что нужно? Расположение участков летов, Мгм. в целом схема расположения участков, которые были в Республике, то, что сейчас у вас находится в году. Мгм. И, соответственно, как ее штат еще увеличить, Мгм. сделать резко, да, и один Да, и водные объекты обязательно. Тогда, Алексей Максимович, тогда скиньте, вы говорите в общем доступе, скиньте ссылку, где можно посмотреть оленьи пастбища, где на карте можно, чтобы мы их наложили. Еще вопрос будет. Вы с департаментом культурного наследия Республики отрабатывали, да? Да, конечно. То есть были проведены в прошлом году. Ответ был, да? Была проведена археологическая экспертиза, и ответ был, что памятников культурного наследия в границах проектирования отсутствует. Там же всегда же пишут, рекомендуют же провести изыскание. Провели изыскание. То есть, условно Акты говоря, ГК имеются? Акты ГК имеются, да? Конечно, да, акт имеется. Это окончательный документ, который мы регистрируем в администрации акт. Сроки истекли, и еще на добыче у вас 6 лицензий получается. 6, да? Ну да.
высокая лицензия уже вы продлили, да, или нет? По-моему, в процессе. Я точно не скажу, да. Вот по новым, да, по новым объектам, на которые только вот провели изучение, да, будет разрабатываться или нет в будущем? Если так взять, да, у вас тогда получается почти порядка более 10 лицензий будет. Просто вот сейчас, я еще раз говорю, в связи с тем, что с финансированием достаточно большие проблемы, мы пока не рассматриваем возможность добывать, в смысле, разрабатывать месторождения, которые мы даже не получили еще лицензии. Есть лицензии на изучение, но они у нас тоже давно получены были. Некоторые действительно уже кончились, потому что, ну, не заинтересовала нас там по каким-то причинам данная площадь. Хорошо, и еще вам знакома, да, компания Mining 8, кажется? Майнинг Б. Майнинг В. Да. Это рассыпники. Мы с ними, ну, скажем так, это компания, которая просит нас, чтобы мы им заплатили деньги, чтобы они отказались от лицензии. Еще раз? Это компания, которая просит, чтобы мы заплатили им деньги, чтобы они отказались от лицензии. Это получается, у них есть лицензия на территории администрации Тяни? На рассыпное золото у них есть лицензия. Это в какой местности? Ну, вот, наверное, скажет. Это почти рядом с вами, да, соседи. Да. Но мы их там никогда не видели. Они приходят с изысканием, но рассыпники, они же работают только в теплое время года. И у них изыскание отличается от наших изысканий. Они идут по руслу рек и смотрят, и оценивают. Но я вот насчет них ничего не могу сказать. Мы добились, по крайней мере, чтобы 2 лицензии у них отозвали. У них, по-моему, осталась только 1. Территория вот Мурунская, это по вашей лицензии? Честно да? говоря, Заказчик, и Росгеология там изыскание ведет? Честно говоря, я не знаю. Не знаю. Хорошо, у меня все. И хотел бы вам сказать еще, да, что вот добыча, да, вот идет именно на административной территории Тянского национального наследия и еще на территории ТТП Тянская, которая образована именно волеизъявлением коренных народов для сохранения и развития традиционных отраслей и еще на закрепленной территории родовой общины Тяня на Лень-Памище, ну, для традиционных отраслей и промыслов. Но мы все это должны понимать, и у нас есть региональное законодательство, закон об этнологической экспертизе. Хотел бы это тоже напомнить. Я слышал, что подали заявление, да, в Минартику. И по каким проектам вы подали? Вот, туда вошли 5. Это темная таборная врезанная, это тока, и это ГРОС. ГРОС, да. И по ЛЭПу в прошлом году это было, да? Ну, по ЛЭПу не мы подавали, это наши подрядчики. Они взяли просто на себя весь комплекс работ, в том числе и по подаче заявления на проведение этнологической экспертизы. И еще вопрос: инфраструктура вошла, да? Конечно, мы же, помните, с вами обсуждали тогда самую первую оценку, которую Северпроект сделал, попросили, чтобы туда включили дороги. Мы вот взяли, на самом деле, сравнили, что сделали этнологическую экспертизу по алмазам Анабара, там дороги не вошли. Но мы пошли навстречу жителям и включили дороги, что значительно увеличило ущерб причиняемый. Ну, это, наверное, соблюдение регионального законодательства. Вы знаете, ну вот я еще раз говорю, мы просто взяли этнологическую экспертизу алмаза Анабара, посмотрели, как они сделали, и, собственно, понимаем, как нужно нам делать. Но поскольку, еще раз говорю, была просьба, по просьбе жителей мы включили дороги в те земли, на которые проведена этнологическая экспертиза. Ну, оценка ущерба, пока еще не экспертиза, а оценка ущерба. Да, тогда экспертиза будет по каждому проекту отдельно, да? Знаете, у нас получается так, что у нас 3 оценки. В одну оценку темная, таборная и врезанная вошло, потому что они там рядышком все.
и общим контуром объединены. Отдельно Гросс и отдельно Токинская, и, по-моему, все-таки Роман тоже, потому что мы уже предполагаем, что будем скоро его отрабатывать, поэтому в соответствии с законодательством хотим на него сделать. В принципе, можно переговорить с Погадаевым. Мы уже отправили ему, сейчас будем просто дополнять проектами, в том числе вот как только у нас проект на врезанное пройдет все экспертизы, мы отправим в Министерство по делам Арктики. Хорошо, 12-го Погадаев тоже будет присутствовать. Да, я думаю, что он, расскажет. У меня все, спасибо. Спасибо, А проект Бугадикта вот когда разрабатываться будет? Это левый берег таком. Это месторождение Роман. Да? Ну, пока еще... Там все названия по ручьям обычно даются, по рекам и ручьям. То есть есть вот врезанное, оно от ручья врезанное, Токинский от реки Тока. Роман там это ручей Роман где-то рядышком. Там нету такого ручья. Это вы какие-то свои названия даете, придумываете. И по-местному она всегда была Бугадиктой. В переводе севенкийского это наледная, наверное. Наледная. В районе этого, если правильно все перевести. Так, уважаемые участники, будем... И вопрос, и с Романа тогда каким методом будете вывозить? Это что, будете через такой мост строить, да? И когда это будет вообще разрабатываться, этот участок? Потому что такие работы велись, и не просто так же. Есть ли по Роману этнологическая экспертиза? Я еще раз отвечу. Да, по Роману этнологическая экспертиза в том числе подалась в Министерство Арктики. Это, во-первых. Во-вторых, да, там будет работы по проектированию, то есть изначально будет проект, вот как сегодня мы обсуждаем по врезанному, также будет обсуждение по проекту отработки месторождения Роман. И там обязательно будет в том числе инфраструктура, и, скорее всего, там будут запланированы мосты, и мосты это будет не просто там понтонные, а там будет прям такое, чтобы технику выдерживало. И вопрос тогда сопутствующий. Это что получается? У нас этнологическая экспертиза выдается после того, что как вы все изыскания сделали, там столько работ сделанных, да, столько земли испахано, и после этого, вдруг экспертиза вам не даст добро? Такое бывает вообще в природе? По опыту? По опыту других я посмотрел, по-моему, 2 раза за весь период действия закона об этнологической экспертизе добро не давали. 2 раза. И вот, вообще, изначально, если начинать дом строить, то чтобы... Мы же участок покупаем, например, выдали в городе Алекминске, участок выдают, и потом сперва же я оформляюсь, потом не пошел же где-то там самозахватом, это раньше было в 90-е, наверное. Дом построил, потом документы догонять. Все правильно, да. А у вас как, 90-е, что ли, у нас... получается? Это вы сперва изыскание, там все испахали, все и пробурили, столько работ, там не 1 же гектар, и после этого выдается, делается. Давайте или подается заявление на экспертизу. Если делается. Я прошу, просто обращусь к закону Республики Саха-Якутия об этнологической экспертизе. На лицензии, которые предусматривают только изыскание, этнологическая экспертиза не делается. Этнологическая экспертиза делается только на лицензии, которая подразумевает добычу. Да. Вот, поэтому, естественно, мы же не просто так, там наши подрядчики приезжают и начинают изыскание. Во-первых, получаем соответствующую лицензию. Во-вторых, все разрешения, и только после этого они приезжают на изыскание. А потом, когда мы ставим золото на запасы, на учет запасов и планируем отработку месторождения, заказываем проект, вот тогда, когда мы понимаем, что мы будем деятельность осуществлять, мы подаем на получение заключения этнологической экспертизы. Ясно, все, спасибо. Спасибо за вопросы, предложения прозвучавшие. Уважаемые участники, давайте будем завершать наши общественное обсуждение по экологической экспертизе. Вот все прозвучавшие предложения, замечания будут взяты работы проектной организации. Да, для этого протокол и ведется. И
по его итогам будет уже сформирован конкретный документ, на основании которого будет уже считаться наши слушания прошедшими. Поэтому благодарю всех за участие, что приняли, пришли, нашли время. Спасибо большое. А выступить там два слова. Одни вопросы только, да, у нас сегодня были. Не слышно, да? Звука нет, да, уже? Любовь Викторовна, да. В общем, мы на месте. Я хочу сказать, да, я вот вопрос как бы начинала с выступления, а сейчас хочу немножко коротко. Мы все знаем, что вот основой конфликта между населением и компанией является на самом деле то, что до сегодняшнего дня продолжается судебное преследование в отношении Арсения Прокопьевича Николаева. Это ни для кого не секрет. И в эти дни, буквально сегодня, вчера, завтра проходит еще заседание суда. Каким будет его решение, никто не знает. И сегодня вот я узнала в средствах массовой информации, еще разносится информация о том, что с подачи семьи этот суд продолжается, что абсолютно неверно, не имеет никакой под собой основы. И прошу ответственных лиц, которые об этом говорят, не вводить людей в заблуждение, тем более в средствах, вот, ну, через интернет-сайты. Я хочу сказать, что мы вот с компанией, на самом деле ассоциация Венков работает. Мы в конце прошлого года предложили, вот просто вопросы были сегодня, да, выступающих, работать по 3 совместным проектам. Это сохранение и развитие оленеводства в общине Тяня, сохранение родного языка в селе, документирование природных памятников, священных мест тяньского наследия. Получено согласие компании, проекты готовы, работа будет начата. Конечно, со стороны населения есть недоверие, потому что вот большей части из уголовного преследования их лидера, земляка и сородича. Но мы призываем всех идти вперед, несмотря ни на что, да. И вот компании, коллегам, надо быть более доступным для простого населения. Чаще с ними встречаться не онлайн, не на заседаниях, а просто вот в их жизни обыденной. Спасибо. Все, спасибо, Любовь Викторовна.